расійської військової бази. Я нагадаю, що першими політиками, які звернулися з закликом виступити супроть розміщення російської військової бази у Білорусі, були Миколай Статкевич, Владимир Некляєв і Анатолій Лябедько. Пізніше до їх долучилися інші політичні рухи. І ось Владимир Некляєв був один з перших, хто прийшов зараз на площу, і ми поспробуємо зараз спитати його, які плани на сьогоднішню акцію. Правда и свобода у прямым эфире. Скажите, пожалуйста, какие планы на сегодняшний день? Вот на сегодняшний день мы избираем людей, которые готовы отстаивать нашу державность, нашу незалежность. Вот, например, Миколайчик, да? Миколайчик. А что вы зараз робите, скажите, пожалуйста? Пишу. А что пишете? Пишу. Секрет Мика. Совсем не скажете? Протокол сам на себя. Сам на себя протокол. Правильно я разумею, что будете збирати підписи супроть розміщення російської військової бази у Білорусі? І по батьку як? Олександрович. Скажіть, будь ласка, чого ви чекаєте від сьогоднішнього сходу? Я чекаю від сьогоднішнього сходу того, що на ним будуть білоруси, які врешті утямлять, що можна накопати бульби на зиму, а її з'їдуть не вони самі. Такое бывало в истории. Вот памятаете, старейших нема, добрый день. Было такое кино, Каин 18 называлось. Кто бачил? Там такий ось епізод. Один король другому королю подарив гармату. Він каже, король, а на що мені ця гармата? Мені не треба ваша гармата? Ні, каже, як це тобі не треба наша гармата? У нас просто столько уже гармат, что нема где ставить, так мы давай-то я поставим. Поставили тому королю гармату. После не поспели зернуться, когда их уже тупают солдаты. А куди ваши солдаты тупают? Пытаются в этом королевстве, в яким гармату поставили. А оховать нашу гармату мы притупали. Так мы ж кормить вас не сможем, у нас бульбы нема. Кепская бульба в этом году родилася. Это нас кормить треба було, как у нас стрельбы не было. А люди со стрельбами завжди самі себе прокормять. У нас есть великий досвід, ми вже не однойші дарили гармати. Ось що нас, коли переводять це. Але тут не казка, а реальність. А де дівся хто-небудь? Ні, я бачу, що ти тут, Олесь. А де дівся? Господин Статкевич, скажите, пожалуйста. Я не Статкевич, Статкевич зараз подъедет. Для чего вы пришли сегодня на площадь? Скажите, пожалуйста. Сегодня мы пришли на площадь, я думаю, все, кто тут есть, как сказать, не порушению Конституции Республики Беларусь, у якой написано чорним по білим. Во всякому випадку так було написано у першому варіанті, що Білорусь є нейтральна країна, яка без'ядерна, яка не збирається ні з ким воювати. А тепер виходить, що цей статус порушається, і ми потрапляємо у пастку, з якої ніколи не виберемося до цього статусу. Коли ми розмістимо тут военные базы, то мы, значит, будем в военных блоках и губляем нейтральный статус, а значит, мы губляем ту перспективу европейского развития, яку займели у вынику нашей незалежности. Это допустить нельзя, это просто здрада нашему народу, нашей краине, нашей будущей, нашим детям. Вот, как бы этого не сталося, я думаю, сегодня придут люди на эту площадь. А кто еще из политиков долучился до вас? Телезрителям в России и в мире. Значит, телезрителям России скажу, значит, тогда на великом русском языке. Я не русофоб, и никто из этих людей, которые пришли сюда, не являются русофобами. Это неправильная трактовка совершенно вопроса. Дело какого рода? Знаете, это вот предлагать дружить с военными базами, это примерно как к соседу идти дружить с ножом. Да? Открываешь с ножом дверь и говоришь, а давай мы с тобой подружим. Ну, немножко подружат, а потом кто-нибудь кого-нибудь зарежет. Никто не спорит и не собирается оспаривать того, что есть, совместно прожитую
историю. Но даже братья все-таки стараются жить в своих домах и стараются в своих домах быть хозяевами. И мы только за это. К сожалению, руководство нашей страны, Беларуси, за 20 лет проведения той политики, которую оно проводило, попало под полную зависимость от руководства России. И практически главных политических вопросов оно не в состоянии решить самостоятельно. Поэтому Лукашенко здесь что-то рассказывал о том, что нет, конечно, не нужны нам базы. В Сочи его позвал Путин, цикнул там на него. Лукашенко вернулся и сказал, нет, мы никак не можем, вот, потому что Россия наш большой друг и брат. Да, я не спорю. Но дружба дружбой, а жизнь все-таки у каждого своя, и причем одна. А какого резонанса вы ждете у мировой общественности? Я жду вообще-то поддержки этой акции, как со стороны мыслящих людей в России, которым не думаю, что нужна милитаризация России, не думаю, что русские люди жаждут, чтобы все средства вбухивались в военно-промышленный комплекс. Ведь, по сути дела, за эти годы независимости России не произошло ничего такого, чтобы стало гордостью России. Не создано новых высокотехнических производств. Никуда Россия не продвинулась в политическом смысле. Не создан демократический институт, на котором бы могло стоять государство. А вот как только появилась возможность показать имперские зубы, все, значит, эти зубы выставили. Но кроме зубов-то ничего нет, а сегодня зубами весь мир не перекусаешь, потому что очень много в мире зубов, и в большинстве свои зубы голодные. Спасибо. Как вас правильно представить? Владимир Никляев, кандидат в президенты Республики Беларусь 2010 года, лидер движения за государственность и независимость Беларуси. Спасибо. Пожалуйста. Мы бачым, што людзей сабралася ўжо даволі шмат. Людзі прыйшлі са сцягамі, з бел-чырвона-белымі сцягамі. Людзі уступілі ў дыскусію з карэспандэнтам расійскага тэлебачання, які толькі што задаваў пытанні Владимиру Никляеву. Зараз мы паспрабуем паказаць вам, колькі людзей сапраўды сабралася. Плошча запоўнілася літаральна за некалькі хвілінаў. Вот яшчэ ў 16:30 тут не было зусім людзей, але ўжо недзе о 16 гадзіне каля 3 десяткаў чалавек у цывільным стаялі на плошчы і ў ваколіцах яе. Праўда, людзей, напэўна, не так шмат, як хацелася бачыць арганізатарам гэтай акцыі, якія гучна назвалі яе «Народны сход». Юрась Губарэвіч, прадстаўнік руху за свабоду. Спадар Юрась, я ведаю, што вы далучыліся, падпісалі гэтую заяву супольную па правядзенні гэтага народнага сходу. Скажыце, калі ласка, чаму рух за свабоду долучыўся? Так, натуральна, заявление российских военных баз на территории Беларуси – это та погроза, яка об'єдновує всю опозицію і ширею, всіх громадян Білорусі, які хочуть бачити нашу країну свободною і незалежною. Ми бачимо, які події відбуваються в регіоні, коли Росія виступає як країна-агресор, яка не спиняється ні перед чим, яка готова відхопити чужу територію, нападати на сусідів. І ми лічимо, що Білорусь так само знаходиться під потенційною погрозою. Военная база – это краковая пухлина. Коли ее допустить на нашей территории, она обов'язково рано чи поздно даст метастазы в выгляде зеленых человечков, які просто розползуться і будуть диктувати там тут нам свою волю. Тому ми рішуче виступаємо супроть планів керівництва країни по розміщенню російських воєнних баз. Спадар Юрась, апрача гэтай акцыі, што яшчэ будзе рабіць палітычныя лідары для того, каб все ж таки не дазволіць размясціць тут расійскую военную базу? Трэба перадусім інфармаваць насельніцтва, бо ад волі грамадства залежыць тое, што тут будзе адбывацца. І калі браць пытанне народнага рэферэндума, адно з іх наўпрост тычылась
патрабавання прытрымлівацца Канстытуцыі і забяспечваць статус Беларусі як нейтральнай краіны. І пад гэтым пытаннем мы ўжо сабралі больш за 120 тысяч подпісаў і будзем працягваць збор подпісаў надалей. Трэба працаваць з людзьмі, выходзіць на іх, тлумачыць, што ваенная база – это наўпроставая небяспека ім і іх сем'ям. Дзякуй вялікі. Гэта Юрась Губарэвіч, прадстаўнік руху за свабоду. Вось мы бачым, што людзі падрыхтавалі адмысловыя слоганы. Гэта вядомы актывіст Леонид Кулакоў. Ён стаіць тут нават з плакатам. Зараз мы запытаемся, што азначае гэты плакат. Беларусь не Крым. Просто белорусы просто так свою землю никогда не отдадут. Мы ее не предадим, как предали бывшие украинские граждане и военные. Мы будем за нее, за нашу родину будем змагаться. Як у вас прачуванне, чым акцыя скончыцца? Ничем. Все будет тихо, спокойно. Лукашенко боится сейчас перед кем-то, что-то, перед ОБСЕ, перед Европой высказывать, делать какие-то репрессии. Я могу сказать более того, хотя Лукашенко мой враг, но если понадобится, я буду сидеть с ним плечом к плечу в одном окопе и защищать родину. Только мы будем знать, кто что защищает. Я родину буду защищать, он свой трон. Дзякуй вялікі. На плошчы з'явіўся Анатоль Лябедзька, адзін з ініцыятараў гэтай акцыі. Спадар Анатоль, Радыё Свабода ў прамым эфіры, просім прабачэння. Скажыце, калі у вас какие чаканні ад гэтай акцыі? Какие чаканні? Я все-таки оптимист и веру, что будет Беларусь. Базы, коли и будут, то только овощные, да, але не военные. А все залежит остатні ад нас. Конечно, коли будет супротив, коли будет шмат людей, які будут демонстрировать свою громадянскую позицию, то, конечно, за этим будут лечиться и мясцовые влады, и Лукашенко, и Путин. Коли мы будем абыяковые, ну, будет як заўсёды. Дзякуй вялікі. І на плошчы з'явіўся ўжо Мікалай Статкевіч. Вакол яго ўжо сабраліся людзі. Спадар Мікалай, добрый день. Радыё Свабода ў прамым эфіры. Что зараз будет отбываться? Расскажите. Зараз будет народный сход выборщиков у межах так званой агитационной кампании президентских выборов, але он будет тематичным. Мы будем сегодня обмерковать наше ставление до намеров Кремля, супротив яких ніяк ще не обозвався спадар Лукашенко, разместить у Бобруйску российскую войсковую авиабазу. Вот сегодня будем это обмерковать. Я думаю, что тут людей этот раз на початку еще более, чем было в минулый раз. Вот акция 23 вересня. Зараз, я думаю, мы кружку постоим до 18:00. Потом мы переводим уже на звыклую пляцовку. Вот тут мы не разместимся все. Ну и будем, люди потихоньку будут збираться, как это звичайно белорусов бывает до 6:30. Вот. Але мы уже начнем выступать, недзе хвилину, просто 10, я думаю, начнем промовлять. Вот и все. Дзякуй вялікі. Мы чакаем, калі сапраўды пачнецца асноўная частка гэтай акцыі. Вось вышэй за ўсіх хлапец трымае бел-чырвона-белы сцяг. Что? Добрый день. День добрый. Як вас зваць? Костя. Чому ви тут? Потому что я супраць российских авиабаз и супраць российской агрессии на уголе. Ну, а якую пагрозу вы бачыце ад таго, што тут будзе расійская военная? Ведаем, что сталося з Крымом. Мы хочем того ж самого з нашей краіны, конечно, не. Дзякуй вялікі. А вы чаму са сцягам у развязу? Я падтрымліваю далучэнне Беларусі да еўразвязу, бо гэта забяспечыць нам бяспеку, мір. А што наконт расійскай вайсковай базы? Я лічу, гэта вельмі непрыемліва для бяспекі Беларусі, бо гэта яны дразняць захад. Вось. Ну і ваше меркаванне таксама, вы ж відаць разам. Ну, не трэба з Беларусі мішень рабіць. Мы незалежная краіна, у нас ёсць свае войска, свая армія. Навошта нам Расія тут? Дзякуй вялікі. Сцягоў усё больш. Збольшага гэта бел-чырвона-белыя сцягі, ёсць таксама сцяг АГП,
Давайте послухаем, что каже Миколай Статкевич. Призначені, будуть вимушені призначити на білоруський город Бобруйськ певний наряд сил і сродків. А можливо, навіть і ядерних, так мовити, сродків, тому що ці самоліти російські можуть нести ядерні бойові заряди. А ймовірні противники тут можливо, це Україна і НАТО, тому що ця база призначена супротив Києва, 300 кілометрів по прямой до Києва. Це видовочно, це погроза Україні. Ми не хочемо, щоб з нашої землі заходила погроза нашому близькому до нас братньому українському народу, навіть коли цю погрозу організує так само близький до нас російський народ. Я думаю, що вони повинні свої відносини висвітлити у іншому місці, по Жадана, у залі перемовин, а не втягувати нас у військовий конфлікт. Послушайте, вот говорят же, если он не согласится... Шановні октябрі, переходимо на іншу пляцовку. Пляцовку з того боку ратуші. Виктор! Все пересовываются на иншую, большую пляцовку. Думаю, что тут несколько десятков человек, может быть, 150 найхудший. А коли погодится, тогда мы будем его ликвидовать, державного соратника. Когда потом, да еще это как сказать, а тут же Путин его ликвидирует в один мы день. на что? А мы на что? Будем сопротивляться. Потому что он подпишет бумаги. Авиабазы на нашей территории, как пытали думку народа. Что казать? Давайте будем робить то, что можно робить. Мы хотим выказать свою думку. Спадарыня Марына, можна вас запросіць у прамы эфір радыё Свабода? Скажыце, калі ласка, як вы ўвогуле ставіцеся да таго, што спадар Мікалай распачаў такую актыўную палітычную кампанію, як толькі выйшаў? Ну, безумоўна, скажем так, мне тревожно, але я яго цалкам падтрымліваю. Я думаю, што ў этой краіне шанс на перамены якраз звязаны з тым, што мы не будем маўчаць, не будем хавацца і чакаць, пакуль праплыве труп нашага ворага. А ваше стаўленне да расійскай ваеннай базы? Ну, калі я тут, так яно здаецца мне відавочнае. Дзякуй вялікі, гэта Марына Статкевич, Марына Адамович, жонка Мікалая Статкевича. Цяпер все удзельнікі акцыі перасоўваюцца на большую пляцоўку. Давайте будем намагаться быть просто нейтральными и сопровождать з усіми. Навошта нам это? На эту базу будут призначены боеголовки НАТО, будут призначены самолеты Украины. Навошта нам это? Микола, привітання, чисто, рада так само взаємно. Вот, малюнок, можна сказати. Гэта спадар Марачкін прынес адмыслова на акцыю падрыхтаваны малюнак. Алесь Марачкін, гэта вядомы беларускі мастак. У Сірыю полетел. Будьте любезны. Вова полетел у Сирию. Да. Давайте паспрабую запытаць спадара Алеся, што азначае ягоная карціна. Да ничего, нормально. Глядится вот. Познается, скажет, познается. Спадар Алесь, што на вашай карціне? А? Ну, антивоенная тематика. Вот, познавальный Путин тут. А внизе пара, батька и сын с кветочками. Уже готовы принять этот самолет, боевой самолет. Так, добре. Гэта быў Алесь Марачкін, мастак. Цяпер мы чакаем, калі ўсё ж такі пачнуць прамовы свае арганізатары мітынга.
Привітаю. Сегодня на пляж воли. Перед того, как сказать нет наземным, чужим войсковым базам на территории Беларуси. Я дякую вам за то, что вы нашли в себе мужность выявить мою громадянскую позицию, не побоялись нашу незалежность и нашу державность. Небяспека не казочная, не фантастичная. Коли б не было прикладу України, коли б не было Донбасу, коли б не было Криму, можна було б лічити так, як змушають нас лічити офіційні пропагандисти. Ну що такого? Поставить военную базу, чимало у свете военных баз, шмат у свете военных баз. Але у Крыме была российская военная база. И на российской военной базе узникли те солдаты, зеленые, там были червоные, неважно, якие захопили территорию незалежной державы Украина. И коли это было там, чему этого не может быть тут? Коли было там, значит, может быть тут. И я переконаний, что военная база российская створяется не для вирішення внешньополітичних питань. От нам декларується, що вона буде поставлена для того, щоб обороняти нас від можливого нападу. Наскільки я ведаю, з того боку, з якого збирається нас обороняти, ніхто нападати не збирається. Ні Литва, ні Польща, ні Латвія, ніхто. Худший будуть вирішатися внутрішньополітичні питання. І ця база може стати тим, чим стала російська база у Кримі. Ми цього з вами не можемо допустити. Для будущего Беларуси, для будущего наших с вами детей. Коли ласка, слово Миколу Статкевичу. Дякую тим, хто не боявся прийти сюди. Прийшов привести, как супростоять войне. Диктатура – это война. Диктатура – это война супротив власного народу. Тихая, небачная война. Але у нас є страти. За 20 год У нас мільйон працює на інші країни. Ми чемпіони по алкоголю та позабойця. Це виняток тихої війни. Диктатура – это погроза громадянской войны. Вона забирає у народу можливість порозумітися поміж собою людям різних демократичного парламенте. І зараз бачимо, диктатура штурхає нас до глобальної війни. Вона робить нас мішенью для неких метів, як на год чи два посидіти в цьому креслі. Лукашенко робить нас можливою охраною від ядерних ударів. Лукашенко – это война. Будем противостоять войне. Войне! Нет! Войне! Нет! Войне! Нет! Войне! Нет! Лукашенко! Нет! Войне! Живе Беларусь! Живе! Анатолий Лебедь. Шановні громадяни, мы дальше все находимся под уражением недавней сессии ООН у Нью-Йорку. Нас, видать, уразила наша официальная делегация. Знакомитый снимок. Самый
самый сумный министр замежных справ свету. Ведаете кто? Макей. Это господар Макей. Коля Лукашенко. На великий жаль, мы не почули з высокой трибуны з вуст Александра Лукашенко, что мы мусим робить, чтобы забеспечить безпеку 9,5 миллионам людей, які проживають тут. Я нагадаю, на початку 90-х Верховний Совет 12-го скликання прийняв рішення об виводі ядерної зброї з території Білорусі. 1140 зарядов тактичной ядерной зброї и 82 ракеты были выведены с территории Беларуси. Але ці отримали ми узамін гэтага безпеку. Ми отримали Будапештський меморандум. Але насамрэч ён оказался просто паперой, якая не оборонила Украину. И она не оборонит Беларусь. И можно было бы чакать, как Лукашенко, ну коли не Лукашенко, то Макей. Но коли не Лукашенко, не Макей, хоть бы Колев, написали, как он это огучил, что нам потребны гаранты не в выгляде военной войсковой базы, а нам треба новый Будапештский меморандум, у яким буде затверджены отказность тих, хто гарантує нашу безпеку. Тільки такий шлях один може гарантувати безпеку, але не воєнні бази. І я хочу звернутися наприкінці з наступним. Ведайте, як тільки ви з'явилися на виборчому участку, ваш голос за воєнну базу на території Білорусі. Тому що ці голоси всі будуть віддадені Лукашенку. Это будет означать, что он отримає легитимность. И когда он подпишет погоднение об войсковой базе, тогда ведайте, той, кто пошел на выборчий участок, и он допомагал Лукашенко отримать легитимность и дать ему карт-бланш, у тим ліку на новые военные базы. Сегодня достаточно шмат людей пришло. Засталося еще несколько дней вот этой кампании выборчей. Давайте мы з'єднаємося, давайте мы будем тлумачить людям, что в этот день нельзя сходить и принимать удел у так званом голосовании в выборчем фарсе. Только тогда, когда тысячи людей будут приходить вот на такие антивоенные пикеты, только тогда мы можем оказать тиск на владу. Живи Беларусь! Юрий Выборевич, Эта ўлада ўжо 20 год падманывае беларускі народ. Сёння яна спрабуе падмануць нас у чарговы раз. Яны гавораць, што толькі прэзідэнт адзін і з'яўляецца гарантам мірнага неба і будучыня незалежнай Беларусі. Але гэта не так. Вы самі бачыце, гаворыць адно, але робіць іншае. Ён гатовы ўжо падпісаць дамову пра введзенне на нашу тэрыторыю расійскай военной базы. Эта военная база, как раковая пухлина, даст свои метастазы. И коли... свою справу, але мы протягнем. Коли Лукашенко думает, что российская военная база оборонит его от демократии, от незалежных выборов, это не так. Это та погроза, якая рано ці поздно пустить свои метастазы в выгляде миллионов человечков. И гэтые люди, как это было в Крыму, прийдут и выкинут сегодняшние улады из их выконкамов, поставив замість червоно-зеленого стяга свой российский триколор. На сегодня, по данных социологии, только 22% белорусов готовы подтримать размещение тут российской военной базы. Большесть громадства супрать. Самые лепшие люди собрались сегодня тут, на этой площади, нас сотни. Я сподіваюся, что коли погроза стане реальной, коли после выборов, после того, как все это пройдет, Лукашенко поспробует поставить свой подпись, на улице Беларуси для мирного протеста выйдут
десятки и сотни тысяч людей. Живе Беларусь! Супрацоўнікі міліцыі запаўняюць протоколы. Я так разумею, на кожнага з арганізатараў свой асобны протокол. Капитан, может вы мне сейчас сказать и сами скажете что-нибудь супраць военных баз? І асобны супрацоўнік міліцыі на кожнага. Может вы подшулите трохи, товарищ капитан? Товарищ капитан! А в чым вы виноваты? Он вам сам расскажет. А мы вам задаем пытанне. Скажите, калі ласка, что тут... Вот вам приклад нахабства влады. Просто пришел, залез. Кто хочет еще сказать слово? Зараз. Янукевич Алексей. А в чым вы виноваты? Дорогие белорусы, дякую вам, что вы сегодня сюда пришли. Дякую, что вы пришли сказать не о российской войсковой базе. Потому что наша земля – это не плацдарм до российцев. И наши озера и реки Бог створил и дал нам не для того, как у их мыли боты российские войсковцы. Кажут, что эта база створяется для обороны белорусов. Нет, эта база створяется для обороны имперских амбиций Путина и інших людей, які сидять сьогодні у Кремлі. Наших інтересів там нема. І російська бомба на нашій землі, російська база на нашій землі, це бомба со спущеним механізмом. І праз нейкий час, пройде некалькі месяцаў, ці пройде некалькі гадоў, яна выбухне. І тому сёння, пакуль яшчэ няма гэтай базы, няма чужых вайскоўцаў на нашай зямлі, мы з вами мусім сказаць сваё цвёрдае і гучнае не расійскай базе, не расійскай базе, не расійскай базе, не расійскай базе, не расійскай базе. Что пишут? Дякую, дорогие сябры. Жили Беларусь! Может, письмо жонцы пише? Ідзе гэтаму рэжыму, які пасылае сваіх служкаў замінаць грамадзянам Беларусі пратэставаць супраць пагібельнай будучыні з расійскімі военнымі базамі. Гэта рэжым антынародны. Это режим антибелорусский, и мы не можем, не маем права его подтрымливать. И гэтым людям некалі будзе перед своими детьми соромно за то, что они сегодня робят. Спадзяюся, калі у них есть сором. Добрый день, мои поважанные любые белорусы. Сегодня я пришел до вас, как долучиться быть с вами вольными от имя своих детей, неполногодовых и полногодовых. Это будучыня Беларуси. Яны просили меня, своего батьку, бо яны упевнены у тым, что нам не треба ніякие российские базы, как оборонить моих детей. Мы сами, батьки, сможем, коли что, от любого ворога оборонить своих детей. Так яны просили на двух мовах передать Путину: не треба нам твои базы, покинь их у оборону своих людей. На это есть российская конституция. Не потребны нам твои российский президент базы. Моим белорусским детям яны не потребные. Скористайся своей конституцией и покидай их у себя дома. Одиное я хочу сказать, что калі нешта адбудзецца, то мы, бацькі, павінны падрыхтавацца, каб не адбылося страшэннага выпадка, які я зараз вам прыкладу як прыклад. Мы ведаем, что зусім недавно у Республики Армения, где знаходилась такая самая и знаходится по сегодняшний день российская база, от вар'ята, от почвары российского солдата была знищена уся армянская семья. И даже ни батька, ни само немаўляці не было магчымасці оборонить себя от такого российского гада солдата. Не российским базам на территории Беларуси. Вогуле не ніяким войсковым базам во всем свете. Только мир и росквит для моих и ваших детей. Живе незалежная Беларусь!
Наколькі я зразумела з протакола, спадара Лябедзьку, Некляева і Статкевіча абвінавачваюць у арганізацыі масавага мерапрыемства. Згодна Конституції Республіки Беларусь, Республіка Беларусь нейтральная держава. Нам не потрібні ніякі іншаземні войски. Ми ведаємо, як російці скористалися, як Путін скористався воєнними базами у Кримі. Военная российская база тут, это не только погроза посварить нас с усім цивилизованным светом, але это и погроза нашей незалежности. Это наша країна, и мы будем боронить ее сами, без іншої допомоги. От усіх, у тим ліку, от російців. Поважаныя сябры, у мяне вельмі цікавая фамілія Страх. У недалёкім мінулым я марскі афіцер. Мой тата штурмаваў Берлін. Ён мае ўзнагароды, у тым ліку 2 ордэны славы. Але сёння я тут, бо я вельмі добра разумею, радзіму патрэбна бараніць. І бараніць ад каго? Я добра ведаю, што улады советские и российские уштурхнули краину свою у 80 разных конфликтов у разных уголках земли. Сегодня яны уже лезут на нашу землю. Я добро ведаю, коли бываешь там далеко у морях и океанах, то родное становится вельми дорогим. Родные тата и мама, родная мова, родная земля. Поэтому я тут и призываю вас не замежным войсковым базам. Хай лепей распашут свои заросшие бурьяном поли в России. Чего они лезут в чужие краины? Живя, Беларусь! Да, ужас, какая нищета России. Капитан, а вы за российские базы? Коли мы хотим жить на заправды своей, не подарованной, а Богом даденной нам земли, мы повинны ее отстаивать. И отстаивать все то, что здобытое нашими предками, какие воевали за эту землю не одно столетие. Уже чего? А крови Беларуси, а крови Беларуси попили в городе из усіх попов. И уже чего, а белорусы напились. Мы больше этого не хотим. Мы хотим одного. Покиньте нас у спокоя. Покиньте нам магчимость жить на белорусской земле белорусами, теми людьми, які завжди можуть дати любий отпор любому ворогу, але самі перші ні на кого не нападали и не собираются нападать. Я думаю, что мы повинны принять резолюцию нашего сходу, как наказать его от ім'я белорусского народу у Раду, який сьогодні мовчить, як води у рот набравши, нібито нічого не відбувається, нібито нічого нам не погрожає. Тільки пусть вибраться, призначаться знову начальники і жити, припіваючи так, як вони зараз живуть далі. Але так не буде. Ми повинні змусити їх приймати ті рішення, які на вигоду нам з вами, людям, громадянам в цій Білорусі, а не тим, хто без ніяких виборів, бо сьогоднішні вибори – це ніякі не вибори, призначає себе керівником і йде молитися не з народом, а у храм з невідомо якими понаїхавшими людьми. Постанова Народного сходу за мирную, нейтральную Беларусь. Керівництво Российской Федерации заявило в своим намеры разместить на территории Беларуси свою военную базу. Заява зроблена в одноваковому порядку, без уліку волі і жадання белорусского народа. Развязать
размещение российской военной базы суперечить Конституции Республики Беларусь, погрожая нашей незалежности, утягивая Беларусь у сопростояния с соседями в Европе, перетворяя нашу країну в плацдарм войны, робите ее военной мишенью, ставить под погрозу само життя белорусов. Удельники народного сходу за мирную, нейтральную Беларусь заявляют не любым чужим военным базам у нашей краине. Потребуем эту Раду Республики Беларусь выполнить народную волю и не подписывать домову об размещении на нашей территории российской военной базы, принято на Народном сходе на пляце Воли у Минску 4 кострычника 2015 года. Кто за только принять эту постанову? Прошу снять руки и выкнуть. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Военным базам нет! Военным базам нет! Чужим Военным базам нет! Военным базам нет! Чужим 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 военным базам. Поважанные белорусы, поважанные громадяне. Для того, щоб супротстоять усім погрозам шталту той, яка возникла сьогодні, нам необходимо єднатися. Нам необходимо скластися, злитися, зайстися в одну силу. Я хочу пропонувати вам стати удельниками установчого сходу руху, народного руху за державность и незалежность Беларуси. Вот этого руху за державность и незалежность Беларуси. Мы просто мусим делиться в одну силу, об этому супротстоять. Дозвольте ваши воплески и вопліші ура лічить з этой згодой и с этого моменту лічить, что мы проводим установчий, все разом с вами, установчий сход руху за державность и незалежность Беларуси. По регламентам мы повинны сделать наступное. Инструкция неразборчива. Бачиш, як написано? У нас импровизованная трибуна. Кто и про кого ты подумал? Неужели? По регламенту мы повинны принять статут нашего руху. Ён ёстика у сродках массовой информации. Коли некому не удалось его прочитать, тут есть наши волонтеры, они ходят. Вот те люди, которые подходят до вас и просят вас записаться у рух за державность и незалежность, это наши люди, вы спокойно не бойтесь и подписывайтесь. Этим самым вы становитесь сябрами руху за державность и незалежность. Основа статуту – это змагання за нашу державность и нашу незалежность, урешті-решт змагання за нашу белорусскую землю. Вот основа накірунку діяльності руху. Коли ви, давайте приймем этот статут
за основу. Кто за то, как принять за основу статут, руку за незалежность и державность Беларуси? Прошу голосовать. Таким образом, вот, я взяла с собой Конституцию. Давайте я немножко сейчас Лукашенко, Ну так другим бы делом бы занимались. Вот этот, Вы можете сказать, у чым вы обвинавачваете гэтых людей, чаму склали протоколы, что им пагражае? Нарушение административного законодательства. А якого артикула? Статья 23.3.4. Пропоную И что им пагражае? собрать ураду руку за Санкции статьи 23.3.4 можете посмотреть и увидеть, что угрожает. Административный штраф. А на кого складен протокол? А вы кто? Журналистка «Радио Свобода», вы в прямом Вы эфире. можете прямо сделать запрос официальный от вашей организации и узнать в отношении кого составлен протокол. Вы можете задать такое питание, він вам подасть у базі, хто я. Лукашенко задайте питання, чому він порушує Конституцію. руку за державность и незалежность. Обрать наступных людей. Дмитрий Виноградов, координатор Полинской области. Иван Жега, координатор Пограденской области. Виктор Рубцов, координатор по Гомельской области. Александр Вашингтон со мной, координатор по Брест-Российской области. Иосиф Бурко, координатор по городе Минску. Письменника Владимира Орлова. Мостака Олеся Марочкина. Вот он тут пришел с плакатом «Не военным базам». Алексей, где ты там? И твой плакат с самолетом этим страшным черным. Правильно, тут уже как лагеря у нас начинается. Алексей! Тим же, хто заявляє про те, що нам не треба організовувати воєнну силу, що, мовляв, це нічого не дає, хочу сказати вот що. Коли думать так, коли дійничать так, коли копати на городі тільки свою бульбу, то так ми і будемо жити, нібито незалежне, нібито вольне, а насамреч во всім цілком залежне і во всім цілком невольне. Кто за то, как побрать названных людей у Раду за державность и незалежной Беларуси? Прошу проголосовать. Лес рук, нікого супроть. Дякую вам. Это кто? Якому? Выйдите сюда. Выйдите сюда. Нехай кричить. Обоснуйте. Выйдите сюда, глянем на вас. Давайте мы не будем слухать провокаторов, мы их наслухались. Нет, Олесь, слухайте, я, вот когда вы хотите послухать этой песни, идите до телевизоров белорусских и там наслухайте. Вы хотите нечто сказать, Кайласка? Да, я хочу выслушать этого человека. Он имеет право, как и вы говорите. Подойдите к нему и выслушайте. Чего вы лезете сюда? Вон он стоит. Этот человек каже одно, что нам не треба об'єднуватися, без этого ничего не будет. Вот что каже этот человек. Вы хотите это слухать, Кайласка, слухайте. Слово... Пьяный, по-моему. Он пьяный. Слово координатору руху по Беросейской области Александру Меху. Вітаю усіх, хто тут зібрався. Я поспробую зараз відказати на всі питання. На всі питання і на питання ваші. Ви заважили, яким чином ми отримали інформацію про те, що у нас будуть військові бази. Не заважили, а ось це саме основне. Нам по телебаченню заявили, що спадар Путін дав загад спадару Медведєву організувати тут авіаційні бази. Хто нас запитав? Ніхто. Наш народ, нашу націю, нас ніхто не запитав. Вони не запитали, щоб вони порушають нашу Конституцію. Нічого. І ось таким чином ми довідалися об тим, що тут у нас буде з'являтися база. Причому та офіційна влада, що є, нічого ні супроть, ні за покуль, що не каже. Чому вони терпять такі заяви? Ці є уже згода, певна, ця згода є, коли вже призначена дата, коли буде ця база тут існувати. Одразу хочу вам напомнить историю и военную стратегию России.
гэта вайна на чужых тэрыторыях. Гэта вайна на беларускіх тэрыторыях, гэта вайна на украінскіх тэрыторыях. Мы мірныя людзі. Мы ніколі ні з кім не хочам ваяваць. Нам кажуць, гэтыя базы павінны нас абараняць ад нейкіх тэрарыстаў. Скажыце, калі ласка, якія страны вакол нас ёсць тэрарыстычнымі? Гэта нашы страны-сябры. Гэта нашы браты, з якімі мы заўсёды жылі ў міры. І хтосьці хоча нас пасварыць. Пасварыць пакуль што гэтай маленькай базай. Але ж гэта першая база. За гэтай базай ідуць іншыя базы. Трэба сказаць іншае, што ў нас ужо ёсць інфармацыйная база. Гэта расійскае тэлебачанне. У нас ёсць царковная база. Гэта расійская царква, які вельмі моцна ўплывае на нас, на наш народ. Мы забыліся, што мы ёсць беларусы, што мы ёсць народ. Я сёння звяртаюся да кожнага з вас, да вашых бацькоў, да ваших сыноў, каб вы вспомнили, что мы народ, у нас есть краіна, і трэба берагчы сваю незалежнасць і мир у нашай хаце. Дзякуй за увагу. Шановные сябры, 5 гадоў у цэнтры Мінску не было магчымасці сабрацца людзям і выказаць думку альтэрнатыўную гэтай уладзе. Нарэшце мы пачалі збірацца. Цэлыя гады людзі не маглі сабрацца і стварыць арганізацыі, якія налічылі патрэбнымі, бо ім не давалі такой мажлівасці. Сёння тут ствараецца адна з вельмі патрэбных арганізацый для нашай краіны. Таму што калі дзяржава не бароніць незалежнасць, калі ўлада не бароніць незалежнасць, то гэту незалежнасць павінны бараніць самі людзі. Я усяляк падтрымоўваю стварэнне гэтай арганізацыі і заяўляю аб яе далучэнне да яе да гэтай арганізацыі шэраговым сябрам. Але я думаю, патрэбны і іншыя арганізацыі. Патрэбна, каб мы баранілі сваё права на нармальную працу, на нармальны заробак, на нармальную ўладу, на нармальную беларускую культуру. Гэтае права ў нас забралі, бо ў нас забралі ўладу. 21 год назад человек, якому белорусский народ доверил уладу, подманул нас. И он украл доверенную ему на 5 годов уладу. И зараз ничего не будет доброго, коли мы не объединаемся и не заберем эту уладу назад. Зараз ствараецца одна з патрэбных арганізацыяў. Ёсць шмат других патрэбных. Але я спадзяюся, што мы усе разом, і гэты рух, і іншыя арганізацыі створым моцнае всеагульнае аб'яднанне, мэта якога вярнуць уладу беларускаму народу. А зараз я прапаную завершыць фармаванне гэтай неабходнай важной беларускай арганізацыі і абраць яе кіраўніком выбітного человека, особу з великой літери, поэта, письменника, громадского деятеля, несловного политика Владимира Никляева. Я прошу вас написать протокол на той мове, якой мы повинны ведать все. Потому что как наша белорусская Два языка. Нет. Что нет? У нас есть мова, якую повинны ведать усе датаваны люди. Это белорусская. Размовлять мы с вами можем на розных. И административные документы заполнять тоже можно на 2 языках. Збирається організація, там стварається протокол, по яким будуть нас садити. Цікаве життя у нас, білоруси, коли воно тільки невідомо скончиться. Дякую вам за довір. Я сподіваюся, що всі люди, які тут зібралися, прийняли рішення однозначне. Стоять з усіх сил, з усіх духовних і фізичних сил за нашу незалежність, за нашу державність, за нашу Білорусь. Я дякую вам за це. Я так само
Зараз, будь ласка. Я так само дякую вам, що сюди прийшли, що удільничали в цьому сході. І згодно со статутом, кожен з тих, хто сьогодні на гэтым пляці волі удільничав у сцені рук. Есть, да, я вижу. Руку. Там. Отец твой, ты самый, Харух твой отец. Самолет твой отец. Коли вас катайте, вот, покажи всем людям. Видите, самолет. Мы последние. Часом, я думаю, что активность, видать, была большая. Максим помиляючи. Каїмбазу зробили тут под Минском, в Дроздах, где. А что Барановичи и Бобруйск, это что, далеко? Сябры мои, база, вот то, что тут летит. Да. Ногами летит. Да. Вот. Это небезпека всем нам. Это всем нам небезпека. Поэтому вот, что як заклинание, молитву головнокомандующий в усатый говорит, что мы мирные люди, у нас мир, спокой. Так покой, дякую Богу, спокой. Спокой не будет. Хто ведає, яка тут начинка. Так что давайте разом будем змагаться за волю, за волю, незалежність, за нашу державність. Дякую вам. Завязка идет. Живе Беларусь! Есть вера. Шановное господарство, дорогие мои люди Беларуси, великий такой за то, что вы есть, что вот той ситуации, яка склалась в нашей країні, ви одні, які дають сили до змагань. Як ви ведаєте, я не було тут 4,5 года. За этот час я выступал на рослых и великих митингах в Киеве и Варшаве, в Вильнюсе и во Львове. И завсёды я починал нашим обвечным, то, что дал нашей нации наш гений Янка Купала. Живе Беларусь! И только когда я вернулся в Беларусь, на меня склали протокол, что я выкрикивал лозунг «Живе Беларусь» 23 вересня за этим местом. Некая комичная ситуация, когда нас копошатся милициянты, и они робят выгляд, что не ведают их людей, которые выступали. Потому что верят, а это главное. Руси карнавала. А если это карнавал, вельми небезпечный. Будущее идея. Ненавида будут нашей нации. Тому тут питали, що треба робити. В этом питанні є два питання. Що треба робити опозиції і що треба робити нам всім людям. Перше. Вы ведаете, что после площади 10-го года оппозиция, короткий термин, была объединенная. Мы тогда целиком объединялись под двумя лозунгами и потребовали вызволения кандидатов в президенты и проведения новых выборов. После было 4,5 года. И то, что белорусская оппозиция не была
Объединенные. Это была просто дурость. Теперь, коли нам погрожает агрессия Путина, необъединенная с белорусской оппозицией, фашистов перед Беларусью. Лидер. Які сьогодні проводить білоруська влада. Тому от ім'я рук. Лидер так невеликий. Рука за свободу. Короче, лидер частки оппозиции. Быть треба вирішити терміново до проведення виборчого фарса. Весь протест, все оппозиция. Вот як зліва. Люди за ним пойдут? Массак напишите. Люди за ним ходили в 10-м году. Головных питаний. Этих питаний есть только два сегодня. Перший. То є, чим більше за зараз і так об'єднано. Біографії людей, які пішли за Статкевичем. Що сталося з самим Статкевичем. Ясный сигнал всему свету. Ведая там таких покутников. И другое, еще больше важное. По теме сегодняшнего мира. Следуйте, в 90-х годах мы на улицах смогались за Беларусь. Один из основных лозунгов был вельми простый. Это война. Теперь все, потому что могут глядеть на вины с Украины, могут уже глядеть на вины с Сирии. И дай Бог, чтобы такие новины пошли с нашей Беларуси. Бо наша нация и так вельми моцно расплатилась за две имперские войны. Мы до этого часу от этого не дошли, не снести белорусской семьи, якая не мает ахвяров подчас перших двух империалистичной войны нам не треба. Третья, которая на наших фаджах развязывая этой маленький, лысый гибис в Москве, Путин, такого уже 200 лет главный свет, вслед за харьковскими аматорами футбола их называют просто и ясно. Путин хуйло. А вот шагов пусть и зараз об'єднаться белорусская позиция, так? Это оборона незалежности и державности Беларуси от агрессивной России. Это наша реальность, и не только реальность, але и обовязок. И самое опошнее на эту тему. Других сказ, который я не сподобался сегодняшним владам, я пынул в моем протоколе, был вельми простый лозунг «Слава героям». Бо натурально, когда я вернулся на свою родную белорусскую землю, я мусил выказать свою пошану, свою вдячность політв'язням, які змагались за Білорусь і в власних умовах лукашенковських тюрмах. Тому ми мусимо подчас этого виборчого фарса, подчас этой невозможной практично кампании дать четкий отказ, кто замес Александра Лукашенко. И оппозиция мусит иметь одного лидера, того человека, який своей мужностью, своей долей брался за отказывает на висящие питания, которые может задать каждый школьник. Кто замес Лукашенко? Огульные отказы, что мы все разумные, что мы все лидеры, это правда. Але есть такая реальность в демократичных краинах. Коли обирают нового президента, то нават самая злостная позиция дає ему 100 дней надійності. Давайте все разом дадим Николаю Викторовичу эти 100 дней, как его стратегия и тактика была нашей. Бо мы мусим быть одни. Вот только разом
мы можем навести порядок в нашем доме. Это вельми важно. Бо Россия это не только война. Россия это бедность. Вот это и люди, которые бегают около меня. Яны довели до того, что белорусы зараз живут беднее всех в Европе, около Молдовы и Украины. Потому что вытискают опошние соки с белорусской нации. Потому что треба тримать всех вот этих халуев Путина. Вы абсолютно слушно сказал мой побратим Микола Автухович недавно в своем интервью. Влада живет себе и проводит свой выборчий фарс, как в черговый раз быстро бы всех нас наколоть. А народ живет себе. Так не может быть. Бо! Влада! Это всего несколько процентов. Несколько процентов населения Беларуси. Причем, навіть эта влада по европейских мерках живее як звичайний робочий, ніякого дробного концерна в Європі. І за эти гроші нахабно знищають Білорусь, знищають навіть нашу будущее. Бо 11 кастричника буде вирішатися не то, що опошні 4 рази почав буде вирішатися будущее Білорусі. Тому ми мусимо бути разом. Тільки ми, представники білоруської нації, можемо оборонити нашу незалежність. В інтернеті ви можете поглядіти, хто керує цими людьми. Там нема, що нема білорусів. А все керівництві силових структурів, а всі білоруси, які туди тратять, обов'язково, як і представники інших національностей, пройшли переподрихтовку недавно в Москві, закончивши елітні вищі едукації для керівників силових структур Росії. Ви ведаєте історію України і чудовно розумієте, кому будуть служити ці ілюзії. Тому, люди мої дорогі, одна надежда только на вас, что вы не будете молчать. То, что вы не захочете быть рабами. То, что вы не дозволите нашу Беларусь снова загнать в феодализм. На жаль, мы вельми долго живем при этой владе. Мы дожились до того, что отбываются страшные подеи в свете. Запомните самое главное. Никто, окромя белорусов, не здольны врятовать нашу Украину. Вы здольны. Разом мы здольны это сделать. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! И самые опошние две ремарки, потому что и так вельми долго кажу, вот треба казать. На жаль, досить сильно працюють спецслужби режиму Лукашенки. Вони працюють і по опозиції. І ви знаєте, як много гора, як много несправедливості при сьогоднішньому режимі. Тому що, коли нема права, коли грубо порушається закон, коли є тільки право сили, ми бачимо, що бачимо. І часом відбуваються страшні речі. Тільки на цьому тижні лидеры белорусской оппозиции Миколай Статкевич, Владимир Никляев, Анатолий Лебедько приняли заяву в оборону двух белорусских политвязней, которых не смогли вызнать белорусские правоохранительные структуры, потому что их криминальные справы были инкриминованы спецслужбами. Это ведомые белорусские правооборонцы Андрей Бондаренко и Михаил Жемчужный. Давайте, люди добрые, разом одноем справедливость. Свободу Андрею Бондаренко! Свободу Михаилу Жемчужному! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! И самое опошнее и головное, то, про что я уже сказал в своей промове.
мы можем оборониться только тому, что мы нация. Так, сёння атрымалася, што мы нават гаворым на розных мовах, тому што нашу мову вынішчалі стагоддзямі, і на беларускай мове вы зараз в Беларусі не заробіце нават копейку. Так папрацавалі акупанты. Сёння абсолютно неважно, беларускамоўны беларус, расійскамоўны беларус ці які іншамоўны беларус. Вся нация мусить быть одиная в борьбе со страшной российской имперской погрозой, якая несе на нашу мирную белорусскую землю войну и галейшу. Я хочу свой в этой игре лозунг, який альбом внутреннего белорусского. Слава нации! Слава нации! Слава нации! Слава нации! Слава нации! Великий вам дякую, что вы есть. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Браковали. Человеческий это сколько заработал? Пробачьте, у вас сколько было? За тоже белорусского народа. Ну сколько? Понимаете, это мое личное дело. Да? Я вас спрашиваю, с протоколом будете знакомиться? Нет? Сказал нет, все. У вас уже вам все заплатил, хлопцы. Он нормально одетый, что вы хотите? Емоції до людей, які виконують свою ахвалу їх не було. Силчик посадил аппаратуру. А что кепское, это Силчик. Дорогие, я не веду зараз тут. Что, працує? Ну, так. Я просто хочу несколько слов сказать. Вот я у своих шел змагаться за мир, за спокой, супроть баз. И это, вы знаете, что на меня протокол, я не веду, что там написано, але... Ситуации в Женеве, это ганьба, ганьба просто. Ганьба, ганьба, Одеждой выбитых є мастаков. А з этой мы строим молодых хлопцев, глядять на его як на ворога. Вы разумеете, что у нас отбывается сейчас? Это просто жах. Это ни в яких жахливых сказках ни один народ не мог придумать, что зараз бывает. Люди! Які поставлені обороняти мир і спокій в цьому домі, приходять до тих, хто їх приходить обороняти, пишуть на їх протоколи і чекають ще, поки їх посадять, а там вони ще з нами розберуться. Розбиралися вже, розібралися. Казну штрафами надо выполнять, пустая. Шановні сябри, то, що відбувається з цієї бази і на цій площі, виник того, що у нашого народу забрали владу. Забрали вибори, забрали право обирати, виганяти, ставити нових керівників, начальників, міністрів, президентів. Забрали владу, забрали країну. Хіба, коли б влада була у народу, і він би допустив би, як білоруси співалися і вимирали, з'їжджали, і десь там працювали на інші країни? Ні! Конечно, ні. Хіба, коли б народу була влада, і він би довів до такої ситуації, що вже тут поділилися там русский мир, європейський, вже готові один другого хапати? Ні. Коли б у народу була влада, чи послав би народ цих хлопців, які виконують загад у погонах, составляти протокол на гонор нашої нації, на яке одного з самих лепших мастаків? Ні. Хіба народ дозволив би у свою хату, упустивши чужих військовців, які потягнуть за собою війну і гвалт? Головна проблема тим, що у нас забрали владу. И ничего доброго тут не будет, и мы будем катиться вниз до обрыву. А потом з обрива, покуль ми не вернем эту владу народу. Зараз відбуваються нібито вибори, але там не вирішається питання влади для народу.
Звичайно, у день виборів хоч один з кандидатів звертався до нас і казав: люди, будуть фальсифікації. Глядите, вони вже набрали у комісії тільки своїх людей. Виходьте на площу, потримайте мене. Давайте примусимо їх, не будемо примусимо їх лишити бюлетені. Зараз ні один з цих нібито кандидатів не сказав такое. Вони гуляють як клоуна у цирку. Тому я не закликаю вас выходить 11-го костричника, как боронить их и их негодов. 10-го завершается агитационная кампания. Не надо им машима собрать вас. Хай не нас, а вас, які приходят на эти сходы. 10-го у 17:00 запрошаю вас прийти на опошній виборчий сход сюди, на площу Свободи города Мінська. Коли нас збереться вельми мало, вельми шмат даруйте, і буде мало места, то перейдем на іншу пляцовку, тут недалеко я ведаю. И на этом месте давайте вирішимо, як ми ставимося до этого фарсу. Чи йти нам 11-го голосувати чи ні? Проголосуємо і вирішимо. Так само давайте 10-го вирішимо, що ми будемо робити далі. Як ми будемо вертати свою владу собі, білоруському народу. Можливо, ми знайдемо чи пропонуємо некое рішення. А зараз я вельми вдячний всім вам, хто прийшов сюди, неглядячи на заполохування, неглядячи на те, що країна знаходиться під цим жудасним пресом, неглядячи на те, що вирішили зміни не тільки по горілці і самозабойствам, але ще по міліції, по спецслужбам. Ви прийшли сюди, ви наш город, ви заправні люди, ви маєте годність. Дякую вам! Покуль мы живые, Беларусь будет жить! Живи Русь! Живи Русь! Живи Русь! Я не веду, от вас я чую воклиши, и есть уже записки, как товарищи в форме с погонами назвали свои прозвища. Я называю, я Владимир Никляев, и он называет. Не шапайте ты, хлопцев. Вот я ему вручаю лист от народа. Коли ласка, товарищ капитан. Да, коли ласка. Да. И он скинул, и он просто скинул эту паперку на землю. Это смерть для его. Значит, вы люди без прозвища, вот так выходит. Ладно, я не думаю, что им зараз солодко, и яны за солодой виконують эту службу, але що ж, есть можливість, у кожного за правди есть вибір. Нема виборів, але есть вибір. Робить чи не робить, чи заставатися чоловіком з сумлінням, чи хвірувати сумління в ділі служби дьяволу. Це кожен вирішує сам. Коли ласка, зараз тут є люди, які хочуть разом з нами помолитися за Білорусь. І за цих людей в погонах так само, і за їх дітей, за всіх нас. Я за їх безпеку тут так само відказую. Коли ласка, Федорина. Ой, Галина, перепрощаюся. Ось що дуже. День добрый. Я сама дитя войны. Моя мама народилась у першого суследного, я в другую суследного. Я не памятую войну как таковую, но я памятую ту галечу послевоенную. Тут есть мои люди, які сябри, які так само дети войны, як той же Олесь Марочкин. Мы не хочем такого лесу нашим нащадкам. Не повинно мы быть ни щитом, ни мишенью. Нельга. Наша и так країна полита кровью, слезьми. В моем классе из 40 человек только у 5 были батьки. Вы хотите, как ваши внуки росли без батьков? Не хочуть, я не думаю. Я просто не чуете вас. Не чую. А, вы не чуете меня, да? А куда говорите? Не, ну просто так тихо. Я хочу... Чуете? Я хочу сказать вам, что мы зараз у тим рагу будет группа молиться за Беларусь. Але першим будем... Тут люди разных конфессий. И я вельми хочу, чтобы мы все разом, тройчы, помолились нашей самой головной молитвой, якую нам передала Лариса Гениуш. Боже, борони Беларусь. Коли ласка разом. Боже, борони Беларусь.
Боже, борони Беларусь! Боже, борони Беларусь! Дякую. І долучайтесь, там уже йде молитва. Пусть там уже звучить могутний Боже, наш національний гімн, долучайтеся до молитви. Я ще раз закликаю вас усіх 10 кастричника на заключний мітинг у рамках этой так званої виборчої кампанії за свободные и справедливые выборы. Приходьте и приводьте с собой усіх, хто розуміє, яка небезпека над нашою країною і хто готовий відстояти нашу незалежність і нашу державність. Дякую вам великий за те, що ви сьогодні тут. Дякую великий. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! І помолимося всі разом за нашу країну. Там вон молитва йде наші людьми. Вот вони моляться вже на тому. Можна ваш офіційний коментар? Скільки протоколів ви склали і на кого? Чому ви не хочете відказувати? Так, не мешайте мне работать. Сама акція скончена. Міліціянти ще чекають, каб, віддать, скласти протоколи на тих, кого яны яшчэ не описали. Фактично яны склали протоколы на усіх удзельнікаў акцыі, на усіх, хто выступаў з мікрафонам. Адзін з міліцыянтаў па прозвішчы Кухта. Відаць, ён галоўны, але... Маша возьме! Маша возьме! Маша возьме! Возьми Славу туда к молитве. Славу до молитвы потащи. Маша возьме! Все разом. Разом? Да. Конечно, возьме. Могло быть лучше, к сожалению. Наша правда сегодня за этой ситуации не улучшила. Остаются выборы, фальсифицируются. А в это время, к сожалению, большому, в связи с событиями на Украине, Запад принял решение. Все, хлопець тоді. Ну, все, дякую. Господар Миколай, ну як ви оцінюєте виніки акції? Може бути, вам було видати, скільки людей прийшло? Бо мені от знизу не було видати. Ведається зверху, отсюда, я думаю, що людей було більше на минулій акції. Це було зауважено одразу, коли відкрили сквер, бо в той самий час, як я прийшов до скверу 23, то там було людей, ну, кілька разів менше. Я думаю, що разів у 1,5-2 людей, можливо, було більше, наскільки це видно. Люди стоять вельми стиснуто, це можна, кажуть, полічити на площу акції, помножить на 2 квадратних метра, і ви будете иметь, тому що люди стоять вельми щільно. Ну, акція відбулася, ми затвердили свою позицію, ми виконали свій обов'язок, мабуть, і перед сьогоднішнім білоруським громадством, і перед будущим. Сподіваюся, що голос нас буде почутий, що білоруси зрозуміють, яку погрозу несе ця база. Як оцінюєте діяння міліції? Ну, яны не маюць, мабуть, прамога загаду да нейкіх брутальных дзеянняў, не спрабавалі там прэвентыўна арыштаваць ці што, бо заклік да несанкцыянавана ўжо, кажуць, ёсць падстава для гэтага. Уже это будзе трэцяе мне адміністрацыйнае спагнанне. Я не ведаю, якія далейшыя дзеянні будуць, навошта тут стаяць, але ну, людзі выконваюць. Гэта не міліцыя, гэта яны выконваюць загад, усё ідзе аднаго чалавека, і я не стаў бы, кажуць, на гэтых людзей рабіць якіх ранніх, бо не сапраўды крайне. Они просто там, мабуть, недзе з удзелам Лукашэнкі адбывалася сустрэча, і ён раздаваў каманды, што рабіць сёння, у тым выпадку ці ў гэтым. Вы протокол подписывали, брали копию? Не, я адмовіўся нават размаўляць на эту тэму. Раней я там, каб не заміналі, даваў пашпарт, 2 разы ідзіце там напішыце. Яны рабілі это ў куточку, а зараз это нахабство, калі замінаюць праводзіць, то я адмовіўся мець гаворку з імі. Дякую вялікі, гэта быў Мікалай Статкевіч.
Влада ставит для того, чтобы больше никто для Швейцарии. Она ставится именно для того, чтобы здесь была мобильная российская военная сила для решения любых проблем, возникающих в Беларуси, в самой Беларуси. Именно поэтому мы собрались. Серьезные угрозы нашей независимости. Друзі, дякую вам. Все, побачимося 10-го. Дякую вам. Дякую вам, Микола. Дякую, Микола, ми вас поважаємо. Дякую. Сейчас торжественное вручение протокола вам будет. Не думаю. Я думаю, что прихильники Лукашенко. Никто их не говорит. Я рад тебя видеть. Товарищ капітане, ще невідомо, чим все кончиться в будущем. Просто вам треба... Я вас фотографую. Не добрые хлопцы. И не будут... Акція скончаная і акцыя скончылася. Нават міліцыянты ўжо, якія да апошняга чакалі, каб скласці апошнія пратаколы на ўсіх удзельніках, а складалі пратаколы на тых, хто трымаў мікрафон і хто выступаў з гэтай імправізаванай трыбуны. Нават гэтыя міліцыянты сышлі. Яны не прадставіліся, не сказалі, колькі пратаколаў яны склалі, але паведамілі, што складаюць пратаколы за удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Наколькі я ведаю, большасць людзей, на якіх пратаколы склалі, адмовіліся іх падпісваць і адмовіліся браць копіі пратаколу. Цяпер людзі застаюцца яшчэ на плошчы. Не ведаю нават, наколькі ацаніць колькасць удзельнікаў. Я думаю, што чалавек 300 прысутнічае сёння. Можа быць, нават і больш, кажуць мне. Каля 500 чалавек, напэўна, тут ёсць. Людзі прыйшлі нават з самаробнымі адмысловымі плакатамі. Вот зараз мы запытаемся у маладога чалавека, што азначае ягоны плакат. То есть, насамрэч, гэта не мой, я просто взял сфотаграфавацца, таму я даю уладарніку. Ну, такі вельмі просто саркастычны, то бишь, як быццам хлеб солью сустракаецца, але насамрэч, то есть, гэта бомбы, то есть, тое, што можа Расія нам прынесці. Гэта не нейкія змены, не дэмакратычныя, не барацьба з карупцыяй, да, тое, што, тое, ну, пра што робяць свае там дзейнасць Еўрапейскі звяз і таксама Злучаныя Штаты Амерыкі. А Расія, што яна нам прапануе? Толькі рускі мір, духоўнасць, то есть нічога, што мы можам памацаць, паглядзець на рэальныя змены. Вось. Дзякую вялікі, пагаворым з аўтарам плаката. Добрый вечер, день. Что у вас за плакат, чему вы пришли менавіта з ім? Ну, потому что пикет сегодняшний посвящен тому, что мы не хотим, чтобы на нашей территории были иностранные военные базы. Мы хотим быть мирной страной. Нам не нужны базы. А Путин — это вообще человек, который пытается эту базу у нас установить. Дякую. Можете представиться, гэта Радио Свобода? Николай Козлов меня зовут. Дякую вялікі. Так, сапраўды, тут, калі я змагла ўжо выйсці з гэтай сцэны, вельмі шчыльна стаялі там журналісты каля удзельнікаў, каля тых, хто прамаўляў сёння. Ужо бачу, што людзей сапраўды шмат, гэта, відаць, і ёсць нейкія 500 чалавек. Вельмі шмат людзей са сцягамі, такі ўрачысты сапраўды мітынг атрымаўся. Вось спадарыня Ніна Багінская, чалавек сцяг. Спадарыня Ніна, чаму вы тут? Добра. Вот сустрэла тут шмат знаёмых, прыемна было. Але ж, ведаеце, мне сумна, такое ўражанне, што тут сабралась людзі з апазіцыі. А дзе народ? Дзе народ? Ситуация небяспечная. Калі Лукашенко за 2-3 миллиарда
подпишет нам установку тут базы, значит, это разворот задницей у Европу, тваром на усход. Это небяспечно. По-вашему, мало людей пришло? Мало. Я мерковала, с 4-го было столько ж, что придя больше. Шкода. Люди спять, ті не розуміють небезпечну ситуацію для нашої країни. Бо і навіть Лукашенко, лясниця, у нас лясниця вся незалежність. Все, що Позняк зробив, коли військові бази були виведені з нашої території, то зараз небезпека, ну, на 95%. Я не верю Лукашенко. За уладу, за свои гроши, за свои маёнтки, что он тут набудовал. И он может здрадить нашим национальным интересам. Дякую вялікі. Гэта была спадарня Ніна Багінская. Дякую. Добрый день, а можно вам задать питание? У прамым эфире Радио Свобода. Не, Илья? Ну, мабуть, только коли на российской откажу. Калі ласка, отказывайте на российской. Чему вы тут спынились? Вы удельник этой акции, ці вы просто гуляли? Я против российской базы на территории Республики Беларусь. Я против вообще любой иностранной военной базы на территории Республики Беларусь. А чему так? Чем она погрожает, по-вашему? Ну, я считаю, что любая военная база на территории страны вызывает нехорошие взгляды там, соседей, против кого она направлена. То есть, ну, вне зависимости от того, будет это база российская, либо база НАТО, я против. Мы должны быть независимыми, мы должны быть, скажем так, дружить со всеми, но быть сами с собой. В любом случае, я в свою квартиру не зову соседа сверху, чтобы он пожил там или похоронил свои вещи. Дякую велике. Одну секундочку. Еще очень можно хорошо сказать, если сосед мой охотник, он свое ружье у меня в квартире хранить не будет. Дякую. Бачите, у розных людей розныя аргументы, але кожны... Напэўна, тут уже не засталося на плошчы людзей, якія просто гуляюць, а ўсё ж такі гэта людзі з пэўнай пазіцыяй. Можем падысці да спадара Міхася Купавы. Гэта таксама мастак. Далёка. Просто мы збираемся для удара. Добрый день, спадар Купава. У прамым эфіры Радыё Свабода хочам задаць вам пытанне. Чаму вы тут? Ну, тут павінны быў бы быць увесь Мінск, потому что пытанне злабадзённае. Вось. І таму вот мы з Крысцінай тут. А Крысціна гэта хто? А Крысціна моя ўнучачка. Вот. Таму яна таксама пратэстуе супраць всякіх розных палкоў расійскіх, якія тут хочуць размясціць. Як по-вашаму прайшоў мітынг? Ведаеце што, мы прыйшлі даволі позна. Таму, ну, мне падабаецца ўсё. Па-першае, месца выдатнае, тут такі экстэр'ер, так, сцягоў дастаткова, народу немало, так будзем казаць. Вот. Ну, але ж тут няма тэхнікі, няма гуку нормальна, каб он адтуль пачуць. Таму мы нічога не чулі. Ну, але так агульны ўздым, там і жыве Беларусь, і ўсё гэта зразумела мы улавлівалі. Так што гэта ўсё нармалёва. Дзякуй вялікі. Цяпер пытанне. Ну, я правильно сказаў? Это ж супраць... Так. Полков, віцей. Так что тут заканчивается. Так что, может, стендапчик? Я прапаную ўсё ж такі яшчэ падысці да прыступак і паглядзець, што там адбываецца, ці засталіся яшчэ арганізатары гэтага народнага сходу, і, можа быць, там яшчэ ёсць нейкія прамовы. Але выглядае, што яны проста адказваюць на пытанні журналістаў. Журналістаў сапраўды вельмі шмат. Я никого не выделяю. Граждане Беларуси должны быть законно выделить закон.
у него деньги взяли. Меня обещал, что меня оскорбило. Обещал, что нет. Все закрыто. Меня оскорбило после разговора. Пожалуйста, еще. Як ви агулом оцінюєте сьогоднішню акцію в порівнянні до акцій, які вже проходили на Площі Свободи? Я бачу, що кількість удзельників акції росте, і зараз вона більша. Безумовно, хотілося, щоб вона росла більшими темпами, але в цій суб'язі я вспоминаю 10-й год, коли справді 7-8 опозиційних кандидатів своїми виступами кожні 2 рази по півгодини утворили у громадстві атмосферу, ну, скажімо так, певних сподівань на демократію і знизили страх. І от ми провели зустрічу з виборщиками на Костричинській площі напередодні, і там було около 1000 чоловік. Це при тим, що там всі люди ведали, що вони в безпеці. А потім на площу Незалежності в день виборів прийшло, ну, по різних оцінках, там, від 80 до 100 тисяч, там, ну, у демонстрації прав людей, там вже потім на Незалежності там поголоси йшла. Але все ж таки, мабуть, я про це кажу, я все ж таки, я сподіваюся на те, що акція 10-го людей прийде непорівнянно більше. І навіть не в рази. Бо про це свідчить весь минулий досвід. Білоруси, вони люди такі прагматики, вони концентруються на основному. Безумовно, всім зрозуміло, що акція 10-та – це основа. Уже двойче на вас був складений протокол. Тройче, вже сьогодні тройче. Сьогодні вже тройче. Отрымливається, що може справдитися той прогноз, коли казали, що на вас може бути переформировано превентивний нагляд уже. Так ви, як ви лічите, що пойде влада на такі кроки? Ні. Я думаю про те, от як усі ці люди, які були на цій акції, тим люди з цими, чому вони так люблять ці фуражки там, я зауважу, що якось чем больше площадь фуражки, тем меньше площадь того мозга под фуражкой. Навіть і ці люди так само, що вони будуть у безпеці, що вони нормально доберуться до хати, що їх усе буде добре. Я так бачу, що це така ідея, і тут мій прогноз справджується, так звана агітаційна кампанія обороняє людей. Тому це ще одна з причин, чому я призначаю акцію не на 11, а на 10. Бо 10-го 24:00 тільки завершається агітація. Тому я кажу, виборчий сход, і це обороняє людей. От зараз я думаю про те, щоб все нормально було 10-го. Щоб усі люди, які будуть мати волю, мужність прийти на це, щоб вони мали можливість виказати свою позицію, і щоб вони всі добралися до хати, і щоб все було в них нормально. Я думаю про це. А все остальне, це на 10 місце. Хай це робить, що хоче. 23-го вы сказали, что придете и спросите у людей, проголосуете, что делать дальше с Лукашенко. И с я сказал, это будет 10-го. Так. 23 сентября. Так, 10-го. Если люди проголосуют 10-го. за и сегодня площадь, так само сказал. вы поддержите это голосование? Не, я сегодня так само сказал. 10-го на площади мы будем голосовать, что робить за этими выборами. 10-го, так. Господар Миколай, поддержите это? Скажите ще раз, коли і де наступна акція? 10 кастричника у 17:00 на площі Свободи у Мінську наступна акція. Коли людей прийде значно більше і місця не хопить, то ми мирно, спокійно, тихо перейдемо більш придатне для такого сходу місця. Я уверен, мені є. Меня ноги замерзли. Вот Карима, чтобы на тебя свалил. Вот как у Сирии будет. Вот тогда ты узнаешь. Вот будет вас, вот будет такая же. Я не сдавайся! Это белорусская служба «Радио Свобода». Мы заканчиваем нашу онлайн-трансляцию с площади Свободы у Менску. Сегодня тут отбывался народный сход за мирную и нейтральную Беларусь. У сходе по наших подликах приняли удел не меньше як 500 человек. Эти люди пришли, как выказаться супроть размещения российской военной базы на территории Беларуси. Такой неудавшийся.
была знищена уся армянская семья. И даже ни батька, ни само немовляті не было махчимости оборонить себя от такого российского гада солдата. Не российским базам на территории Беларуси. Вогуле не ніяким войсковым базам во всем свете. Только мир и росквіт для моих и ваших детей. Живе незалежная Беларусь! Наколькі я зразумела з протокола, спадара Лябедьку, Некляева і Статкевича обвинувачують у організації масового мероприємства. Згідно Конституції Республіки Беларусь, Республіка Беларусь нейтральна держава. Нам не потрібні ніякі іншоземні війська. Ми ведаємо, як російці скористалися, як Путін скористався воєнними базами у Кримі. Военная российская база тут, это не только погроза посварить нас з усім цивілізованим світом, але это и погроза нашей незалежности. Это наша країна, и мы будем боронить ее сами, без іншої допомоги. От усіх, у тим ліку, от російців. Уважаемые сябры, у меня вельми цікавая фамилия. Страх. В недалеким минулым я морский офицер. Мой тата штурмовал Берлин. Ён має нагороди, у тим ліку 2 ордени слави. Але сьогодні я тут, бо я вельми добре розумію, родиму потрібно боронить. И боронить от кого? Я добре ведаю, что улады советские и российские уштурхнули країну свою у 80 разных конфликтов у разных уголках земли. Сегодня они уже лезут на нашу землю. Я добре ведаю, коли бываешь там далеко у морях и океанах, то родное становится вельми дорогим. Родные тата и мама, родная мова, родная земля. Поэтому я тут и призываю вас не замежным войсковым базам, хай лепей розпашуть свої заросшие бур'яном полі в Росії. Чого вони лезуть у чужие країни? Живе Беларусь! Да, ужас, какая нищета России. Капитан, а вы за российские базы? Коли ми хочемо жити на заправди своєї, не подарованной, а Богом даденной нам землі, мы повинны ее отстаивать. И отстаивать все то, что сдобытое нашими предками, которые воевали за эту землю не одно століття. Уже чего-чего. А крови Беларуси, Беларуси попили в городе з усіх боков. И уже чего-чего, а белорусы крови напились. Мы больше этого не хотим. Мы хотим одного. Покиньте нас у спокої. Покиньте нам махчимость жить на белорусской земле белорусами, теми людьми, які завжди можуть дати любий отпор любому ворогу, але самі перші ні на кого не нападали и не собираются нападать. Я думаю, что мы повинны принять резолюцию нашего сходу, как накидавать его от ім'я белорусского народу у Раду, який сьогодні мовчить, як води у рот набравши, нібито нічого не відбувається, нібито нічого нам не погрожає. Тільки пусть вибраться, призначаться знову начальники і жити, припіваючи так, як вони зараз живуть далі. Але так не буде. Ми повинні змусити їх приймати ті рішення, які на вигоду нам з вами, людям, громадянам в цій Білорусі, а не тим, хто без ніяких виборів, бо сьогоднішні вибори – це ніякі не вибори, призначає себе керівником і йде молитися не з народом, а у храм з невідомо якими понаїхавшими людьми. Постанова Народного сходу за мирную, нейтральную Беларусь. Керівництво Российской Федерации
заявил об своим намеры разместить на территории Беларуси свою военную базу. Заява зробленая в одноваковом порядку, без улику воли и жадания белорусского народа. Размещение российской военной базы суперечит Конституции Республики Беларусь, погрожая нашей незалежности, утягивая Беларусь у сопростояния с соседями в Европе, перетворяя нашу країну в плацдарм войны, робить ее военной мишенью, ставить под погрозу самого життя белорусов. Удельники народного сходу за мирную, нейтральную Беларусь заявляют не любым чужим военным базам у нашей краине. Потребуем эту Раду Республики Беларусь выполнить народную волю и не подписывать договору об размещении на нашей территории российской военной базы, принято на Народном сходе на пляце Воли у Минску 4 костричника 2015 года. Кто за только принять эту постанову, прошу снять руки и выкрикнуть «Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Военным базам нет! Военным военным базам нет! Чужим Военным базам нет! Военным базам нет! Чужим 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 военным базам. Уважаемые белорусы, уважаемые громадяне, для того, щоб супротстоять усім погрозам кшталту той, яка возникла сьогодні, нам необходимо єднатися. Нам необходимо скластися, злитися, зістися в одну силу. Я хочу пропонувати вам стати удельниками установчого сходу руху, народного руху за державность и незалежность Беларуси. Вас гэтага руху за державность и незалежность Беларуси. Мы просто мусим делиться в одну силу, об этому супротстоять. Дозвольте ваши воплески и вопліші ура лічыць з гэтай згодай і з гэтага моманту лічыць, што мы проводим установчий, усе разом с вами установчий сход руху за державность и незалежность Беларуси. По регламентам мы повинны сделать наступное. Инструкции неразборчивы. Бачиш, як написано? Ти можеш... У нас импровизованная трибуна. Кто и про кого ты подумал? Неужели? По регламенту мы повинны принять статут нашего руху. Ён ёстика у сродках массовой информации. Коли некому не удалось его прочитать, тут есть наши волонтеры, они ходят. Вот те люди, которые подходят до вас и просят вас записаться у рух за державность и незалежность, это наши люди, вы спокойно не бойтесь и подписывайтесь. Этим самым вы становитесь сябрами руху за державность и незалежность. Основа статуту – это змагання за
нашу державність і нашу незалежність, урешті-решт змагання за нашу білоруську землю. Ось основа накірунку діяльності руху. Коли ви, давайте приймемо цей статут за основу. Хто за те, як прийняти за основу статут руху за незалежність і державність Білорусі, прошу голосувати. Таким образом, вот я взяла с собой Конституцию. Давайте я немножко сейчас Ну так другим бы делом бы занимались. Вот этот, например... Можете сказать, у чым вы обвинавачиваете гэтых людей, чаму склали протоколы, что им погрожает? Конкретно у чым? Нарушение административного законодательства. А якого артикула? Статья 23.34. И что им погрожает? Санкции статьи 23.34 можете посмотреть и увидеть, что угрожает. Административный штраф. А на кого складен протокол? А вы кто? Журналистка «Радио Свобода», вы в прямом эфире. Вы можете прямо сделать запрос официальный от вашей организации и узнать, в отношении кого составлен протокол. Вы можете задать такое питание, он вам подасть у базе, кто я. Но Лукашенко задайте питание, чего он нарушает Конституцию. Руху за державність і незалежність. Обрать наступних людей. Дмитрий Виноградов, координатор Полинской области. Иван Жега, координатор Пограденской области. Виктор Рубцов, координатор по Гомельской области. Александр Вашингтон со мной, координатор по Брест-Российской области. Иосиф Бурко, координатор по городе Минску. Письменника Владимира Орлова. Мостака Олеся Марочкина. Вот он тут пришел с плакатом «Не военным базам». Алексей, где ты там? И твой плакат с самолетом этим страшным черным. Правильно, тут уже как лагеря у нас начинают. Алексей! Тим же, хто заявляє про те, що нам не треба організовувати воєнну силу, хто, мовляв, це нічого не дає, хочу сказати вот що. Коли думати так, коли дійничати так, коли копати на городі тільки свою бульбу, то так ми і будемо жити, нібито незалежне, нібито вольне, а насамрэч во всім цілком залежне і во всім цілком невольне. Хто за те, як обрати названих людей у Раду за державність і незалежність Білорусі, прошу проголосувати. Лес рук, нікого супроть. Дякую вам. Это кто? Якому? Выйдите сюда. Выйдите сюда. Нехай кричите. Обоснуйте. Выйдите сюда, глянем на вас. Давайте мы не будем слухать провокаторов, мы их наслухались. Нет, Олесь, слухайте, я, вот когда вы хотите послухать этой песни, идите до телевизоров белорусских и там наслухайте. Вы хотите нечто сказать, Кайласка? Да, я хочу выслушать этого человека. Он имеет право, как и вы говорите. Подойдите к нему и выслушайте. Чего вы лезете сюда? Вон он стоит. Этот человек каже одно, что нам не треба об'єднуватися, без этого ничего не будет. Вот что каже этот человек. Вы хотите это слухать, Кайласка, слухайте. Пьяный, по-моему. Он пьяный. Слово координатору руху по Беростейской области Александру Меху. Вітаю усіх, хто тут зібрався. Я поспробую зараз відказати на всі питання. На всі питання і на питання ваші. Ви заважили, яким чином ми отримали інформацію про те, що у нас будуть військові бази. Не заважили, а ось це саме основне. Нам по телебаченню заявили, що господар Путін дав загад господару Медведєву організувати тут авіаційні бази. Хто нас запитав? Ніхто. Наш народ, нашу націю, нас ніхто не запитав. Вони не запитали, щоб вони порушають нашу Конституцію. Нічого. І ось таким чином ми довідалися об тим, що тут у нас буде з'являтися база. Причому, та офіційна влада, що є, нічого ні супроть, ні за покуль, що не каже. Чому вони терпять такі заяви? Ці є уже згода, певна, ця згода є, коли вже призначена дата
калі будзе гэта база тут існаваць. Адразу хочу вам напомніць гісторыю і военную стратегію России. Гэта вайна на чужых тэрыторыях. Гэта вайна на беларускіх тэрыторыях, гэта вайна на украінскіх тэрыторыях. Мы мирныя людзі. Мы ніколі ні з кім не хочам воевать. Нам кажуць, гэтыя базы павінны нас абараняць ад нейкіх тэрарыстаў. Скажите, калі ласка, якія страны вакол нас ёсць тэрарыстычнымі? Гэта нашы страны-сябры. Гэта нашы браты, з якімі мы заўсёды жылі ў міры. І хтосьці хоча нас пасварыць. Пасварыць пакуль што гэтай маленькай базай. Але ж гэта першая база. За гэтай базай ідуць іншыя базы. Трэба сказаць іншае, што ў нас ужо ёсць інфармацыйная база. Гэта расійскае тэлебачанне. У нас ёсць царковная база. Гэта расійская царква, які вельмі моцна ўплывае на нас, на наш народ. Мы забыліся, што мы ёсць беларусы, што мы ёсць народ. Я сёння звяртаюся да кожнага з вас, да вашых бацькоў, да вашых сыноў, каб вы вспомнили, што мы народ, у нас ёсць краіна, і трэба берагчы сваю незалежнасць і мір у нашай хаце. Дякую за увагу. Шановні сябры, 5 гадоў у цэнтры Мінску не было магчымасці сабрацца людзям і выказаць думку альтэрнатыўную гэтай уладзе. Нарэшце мы пачалі збірацца. Цэлыя гады людзі не маглі сабрацца і стварыць арганізацыі, якія налічылі патрэбнымі, бо ім не давалі такой мажлівасці. Сёння тут ствараецца адна з вельмі патрэбных арганізацый для нашай краіны. Таму што калі дзяржава не бароніць незалежнасць, калі ўлада не бароніць незалежнасць, то гэту незалежнасць павінны бараніць самі людзі. Я усяляк падтрымоўваю стварэнне гэтай арганізацыі і заяўляю аб яе далучэнні да яе да гэтай арганізацыі шэраговым сябрам. Але я думаю, патрэбны і іншыя арганізацыі. Патрэбна, каб мы баранілі сваё права на нармальную працу, на нармальны заробак, на нармальную ўладу, на нармальную беларускую культуру. Гэтае права ў нас забралі, бо ў нас забралі ўладу. 21 год назад человек, якому белорусский народ доверил уладу, подманул нас. И он украл доверенную ему на 5 годов уладу. И зараз ничего не будет доброго, коли мы не объединаемся и не заберем эту уладу назад. Зараз ствараецца одна з патрэбных арганізацый. Ёсць шмат других патрэбных. Але я спадзяюся, што мы усе разом, і гэты рух, і іншыя арганізацыі створым моцнае всеагульнае аб'яднанне, мэта якога вярнуць уладу беларускаму народу. А зараз я прапаную завершыць фармаванне гэтай неабходнай важной беларускай арганізацыі і абраць яе кіраўніком выбітного человека, особу з великой літери, поэта, письменника, громадского деятеля, безусловного политика Владимира прошу вас написать протокол на той мове, якой мы повинны ведать. Ну, как наша белорусская мова. Нет. Что нет? У нас есть мова, якую повинны ведать усе датаваны люди. Это белорусская. Размовлять мы с вами можем на розных. И административные документы заполнять тоже можно на 2 языках. Заполняться на 2. Збирається організація, там стварається протокол, по яким будуть нас садити. Цікаве життя у нас, білоруси, коли воно тільки невідомо скончиться. Дякую вам за довір. Я сподіваюся, що всі люди, які тут зібралися, прийняли рішення однозначне. Стоять з усіх сил, з усіх духовних і фізичних сил за нашу незалежність, за нашу державність, за нашу Білорусь. Я дякую вам за це. Я так само
Зараз, будь ласка. Я так само дякую вам, що сюди прийшли, що удільничали в цьому сході. І згодно со статутом, кожен з тих, хто сьогодні на Вятому пляці Волі удільничав у сцені рук. Есть, да, я вижу. Руку. Там. Отец твой, ты самый, Харух твой одет. Самолет твой одет. Колевас, катайте. Вот, покажи всем людям. Сидите самолет. Мы последние. Часом, я думаю, что активность, видать, вона большая. Максимай помиляючи. Каїнбазу зробили тут под Минском для знак где. А что Барановичи и Бобруйск, это что, далеко? Сябры мои, база, вот то, что тут летит. Да. Ногами летит. Да. Вот. Это небезпека всем нам. Это всем нам небезпека. Поэтому вот, что як заклинание, молитву головнокомандующий Вусатый говорит, что мы мирные люди, у нас мир, спокой. Так покой, дякую Богу, спокой. Спокою не будет. Хто говедає, яка тут начинка. Так что давайте разом будем змагаться за волю, за князю волю, незалежність, за нашу державність. Дякую вам. Завязка иди. Живе Беларусь! Есть вера. Шановное господарство, дорогие мои люди Беларуси, великий такой за то, что вы есть, что вот той ситуації, яка склалась в нашій країні, ви одні, які дають сили до змагань. Як ви ведаєте, меня не было тут 4,5 года. За этот час я выступал на рослых и великих митингах в Киеве и Варшаве, в Вильнюсе и во Львове. И завсёды я починал нашим обещанным, то, что дал нашей нации наш гений Янка Купала. Живе Беларусь! И только когда я вернулся в Беларусь, на меня склали протокол, что я выкрикивал лозунг «Живе Беларусь» 23 вересня за этим местом. Некая комичная ситуация, когда нас копошатся милициянты, и они робят выгляд, что не ведают тех людей, которые выступали. Потому что Верят, а это главное. Руси карнавала. А если это карнавал, вельми небезпечный. Будущее идея. Ненавида будут нашей нации. Тому тут питали, що треба робити. В этом питанні є два питання. Що треба робити опозиції і що треба робити нам всім людям. Перше. Вы ведаете, что после площади 10-го года оппозиция, короткий термин, была объединенная. Мы тогда целиком объединялись под двумя лозунгами и потребовали вызволения кандидатов в президенты и проведения новых выборов. После было 4,5 года. И то, что белорусская оппозиция не была
Объединенная. Это была просто дурость. Теперь, коли нам погрожает агрессия Путина, необъединенная русской оппозиция, фашиста перед Беларусью. Лидер. Який сьогодні проводить білоруська влада. Тому от ім'я рук. Лидер так невеликий. Рука за свободу. Короче, лидер частки оппозиции. Быть что он... Треба вирішити терміново до проведення виборчого фарса. Весь протест, все оппозиция. Вот як слева. Не могу. Люди за ним пойдут? Мы люди за ним ходили в 10-м году. Головных питаний. Этих питаний есть только два сегодня. Перший. Историю. То есть, чем больше и зараз и так объединено. Біографії людей, які пішли за Статкевичем. Що сталося з самим Статкевичем. То есть ясный сигнал всему свету. Ведая там таких покутников. И другое, еще больше важное. По теме сегодняшнего мира. Следуете, в 90-х годах мы на улицах смогались за Беларусь. Один из основных лозунгов был вельми простый. Это война. Теперь... Потому что могут глядеть на вины с Украины, могут уже глядеть на вины с Сирии. И дай Бог, чтобы такие новины пошли с нашей Беларуси. Бо наша нация и так вельми моцно расплатилась за две имперские войны. Мы до этого часу от этого не дошли и спасти белорусской семьи, якая не мает ахвяров подчас перших двух империалистичной войны нам не треба. Третья, которая на наших фаджах развязывая этой маленький, лысый без Москве, Путин, якого уже 200 лет главный свет, вслед за харьковскими аматорами футбола их называют просто и ясно. Путин хуйло. А вот шагов пусть и зараз за 15 белорусская позиция, так? Это оборона незалежности и державности Беларуси от агрессивной России. Это наша реальность, и не только реальность, але и обовязок. И самое опошнее на эту тему. Других сказ, который мне не сподобался сегодняшним владом, я вынул в моем протоколе, был вельми простый лозунг «Слава героям». Бо натурально, коли я вернулся на свою родную белорусскую землю, я мусил выказать свою пошану, свою вдячность політв'язням, які змагались за Білорусь і в власних умовах лукашенковських тюрмах. Тому ми мусимо подчас этого виборчого фарса, подчас этой невозможной практично кампании дать четкий отказ, кто замес Александра Лукашенко. И оппозиция мусит иметь одного лидера, того человека, який своей мужностью, своей долей брался за отказывает на висящие питания, которые может задать каждый школьник. Кто замес Лукашенко? Огульные отказы, что мы все разумные, что мы все лидеры, это правда. Але есть такая реальность в демократичных краинах. Коли обирают нового президента, то нават самая злостная позиция дає ему 100 дён надійности. Давайте все разом дадим Николаю Викторовичу эти 100 дён, как его стратегия и тактика была нашей. Бо мы мусим быть одни. Вот только разом
мы можем навести порядок в нашем доме. Это вельми важно. Бо Россия это не только война. Россия это бедность. Вот это и люди, которые бегают около меня. Яны довели до того, что белорусы зараз живут беднее всех в Европе, около Молдовы и Украины. Потому что вытискают опошние соки с белорусской нации. Потому что треба тримать всех вось гэтых халуев Путина. Вы абсолютно слушно сказал мой побратим Микола Астухович недавно в своем интервью. Влада живе себе и проводит свой выборчий фарс, как в черговый раз быстро бы всех нас наколоть. А народ живе себе. Так не может быть. Бо! Влада! Это всего несколько процентов. Несколько процентов населения Беларуси. Причем, нават гэтая влада по европейских мерках живее як звичайный рабочий, некого дробного концерна в Европе. И за гэтые гроши нахабно знішаюць Беларусь, знішаюць нават нашу будучыню. Бо 11 кастрычніка будзе вырашацца не тое, што апошнія 4 разы пачатку будзе вырашацца будучыня Беларусі. Таму мы мусім быць разам, толькі мы, представники белорусской нации, можем оборонить нашу незалежность. В интернете вы можете поглядеть, кто керует этими людьми. Там амаль что нема белорусов. Во всех кіраўніцтвах силовых структурах. А все белорусы, которые туда тратят, обовязково, як и представники інших национальностей, прошли переподрыхтовку недавно в Москве, закончивши элитные высшие эдукации для кіраўнікоў силовых структураў России. Вы ведаете историю Украины и цудоўна разумеете, кому будут служить гэтые люди. Тому, люди мои дорогие, одна надея только на вас, что вы не будете молчать. То, что вы не захочете быть рабами. То, что вы не дозволите нашу Беларусь снова загнать в феодализм. На жаль, мы вельми долго живем при этой владе. Мы дожились до того, что отбываются страшные подеи в свете. Запомните самое главное. Никто, окромя белорусов, не здольный вратовать нашу Украину. Вы здольны. Разом мы здольны это зробить. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! И самые опошние две ремарки, потому что и так вельми долго кажу, вот треба казать. На жаль, досить сильно працюють спецслужби режима Лукашенки. Яны працюють і по опозиції. И вы знаете, як много гора, як много несправедливости при сегодняшнем режиме. Потому что, коли нема права, коли грубо порушается закон, коли есть только право силы, мы бачим, что бачим. И часом отбываются страшные речи. Только на этом тыдне лидеры белорусской оппозиции Миколай Статкевич, Владимир Никляев, Анатолий Лебедько приняли заяву в оборону двух белорусских политвязней, которых не смогли вызнать белорусские правоохранительные структуры, потому что их криминальные справы были инкриминованы спецслужбами. Это ведомые белорусские правооборонцы Андрей Бондаренко и Михаил Жемчужный. Давайте, люди добрые, разом одноем справедливость. Свободу Андрею Бондаренко! Свободу Михаилу Жемчужному! Свободу политвязню! Свободу политвязню! Свободу политвязню! Свободу политвязню! Свободу политвязню! Свободу политвязню! И самое опошнее и головное, то, про что я уже сказал в своей промове. Мы можем оборониться только тому, что мы нация. Так,
Сьогодні атрымалася, што мы нават гаворым на розных мовах, тому што нашу мову вынішчалі стагоддзямі, і на беларускай мове вы зараз в Беларусі не заробіце нават копейку. Так папрацавалі акупанты. Сёння абсалютна неважна, беларускамоўны беларус, расейскамоўны беларус ці які іншамоўны беларус. Вся нацыя мусіць быць адзіная в борьбе со страшной российской имперской погрозой, якая несе на нашу мирную белорусскую землю войну и галейшу. Я хочу свой в этой игре лозунг, який альбом внутреннего белорусского. Слава нации! Слава нации! Слава нации! Слава нации! Слава нации! Слава нации! Великий вам дякую, что вы есть. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Браковали. Человечески это сколько заработал? Пробачьте, у вас сколько было? За тоже белорусского народа. Ну сколько? Давайте, это мое личное дело. Да? Я вас спрашиваю, с протоколом будете знакомиться? Нет? Сказал нет, все. У вас это уже вам все заплатил, хлопцы. Он нормально одетый, что вы хотите? Эмоции до людей, які виконують ахвалу їхнього була. Все. Силчик посадил аппаратуру. А что кепское, это Силчик. Дорогие, я не веду, зараз тут... Что, працует? Ну, так. Я просто хочу несколько слов сказать. Вот я у своих шел змагаться за мир, за спокой, супроть баз. И это, вы знаете, что на меня протокол, я не веду, что там написано, але... Ситуации в Женеве, это ганьба, ганьба просто. Ганьба! Один з найвибітних є Мостаков. А з этой ми троє молодих хлопців глядять на его як на ворога. Ви розумієте, що у нас відбувається зараз? Це просто жах. Це ні в яких жахливих казках ні один народ не мог придумати, що зараз відбувається. Люди, які поставлені обороняти мир і спокій в цьому домі, приходять до тих, хто їх приходить обороняти, пишуть до їх протоколи і чекають ще, поки їх посадять, а там вони ще з нами розберуться. Розбиралися вже, розібралися. Казну штрафами надо выполнять, пустая. Шановні сябри, то, що відбувається з цієї бази і на цій площі, виник того, что у нашего народу забрали владу. Забрали выборы, забрали право обирать, выгонять, ставить новых керовников, начальников, министров, президентов. Забрали владу, забрали країну. Хіба, коли б влада була у народу, і он бы допустил бы, как белорусы спивались и вымирали, з'їжджали, і десь там працювали на інші країни? Ні! Конечно, нет. Хіба, коли б народа була влада, і он бы довел до такої ситуації, що вже тут поделились там русский мир, европейский, вже готовы один другого хапать? Ні. Коли б у народу була влада, чи послав би народ гэтых хлопців, які виконують загад у погонах, составлять протокол на гонор нашої нації, на яке одного з самих лепших мостаков? Ні. Хіба народ дозволив би у свою хату, упустивши чужих військовців, які потягнуть за собою війну і гвалт? Головна проблема тим, що у нас забрали владу. И ничего доброго тут не будет, и мы будем катиться вниз до обрыву. А потом уже обрыва, покуль мы не вернем эту владу народу. Зараз відбуваються нібито вибори, але там не вирішається питання влади для народу.
Звичайно, у день виборів хоч один з кандидатів звертався до нас і казав, люди, будуть фальсифікації. Глядите, вони вже набрали у комісії тільки своїх людей. Виходьте на площу, потримайте мене. Давайте примусимо їх, не буде примусимо їх лишити бюлетені. Зараз ні один з цих нібито кандидатів не сказав такое. Я не гуляю як клоуна у цирку. Тому я не закликаю у вас виходить 11-го костричника, как боронить их и их негодов. 10-го завершается агитационная кампания. Не надо им чимось оборять вас. Хай не нас, але вас, які приходять на эти сходы. 10-го, 18:00, запрошаю вас прийти на опошній виборчий сход сюди, на площу Свободи города Мінська. Коли нас збереться вельми мало, вельми шмат даруйте, і буде мало места, то перейдем на іншу пляцовку, тут недалеко я ведаю. И на этом месте давайте вирішимо, як ми ставимося до этого фарсу. Чи йти нам 11-го голосувати чи ні? Проголосуємо і вирішимо. Так само давайте 10-го вирішимо, що ми будемо робити далі. Як ми будемо вертати свою владу собі, білоруському народу. Можливо, ми знайдемо чи пропонуємо яке рішення. А зараз я вельми вдячний всім вам, хто прийшов сюди, неглядячи на заполохування, неглядячи на те, що країна знаходиться під цим жудасним пресом, неглядячи на те, що вирішили зміни не тільки по горілці і самозабойствам, але ще по міліції, по спецслужбам. Ви прийшли сюди, ви наш город, ви заправні люди, ви маєте годність. Дякую вам! Покуль мы живые, Беларусь будет жить! Жива Русь! Жива Русь! Жива Русь! Я не ведаю, от вас я чую воклиши, и есть уже записки, как товарищи в форме с погонами назвали свои прозвища. Я называю, я Владимир Никляев, и он называет. Не шапайте этих хлопцев. Вот я ему вручаю лист от народа. Коли ласка, товарищ капитан. Да, коли ласка. И он скинул, и он просто скинул эту паперку на землю. Это смерть для его. Значит, вы люди без прозвища, так выходит. Ладно, я не думаю, что им зараз солодко, и яны за солодой виконують эту службу, але що ж, есть можливість, у кожного за правди есть вибір. Нема виборів, але есть вибір. Робить чи не робить, чи заставатися чоловіком з сумлінням, чи хвірувати сумління в ділі служби дьяволу. Це кожен вирішує сам. Коли ласка, зараз тут є люди, які хочуть разом з нами помолитися за Білорусь. І за цих людей в погонах так само, і за їх дітей, за всіх нас. Я за їх безпеку тут так само відказую. Коли ласка, Федорина. Ой, Галина, перепрощаюся. Ось що дуже. День добрый. Я сама дитя войны. Моя мама народилась у першую суследную, я в другую суследную. Я не памятую войну як таковую, но я памятую ту галечу послевоенную. Тут есть мои люди, які сябри, які так само дети войны, як той же Олесь Марочкин. Мы не хочем такого лесу нашим нащадкам. Не повинно мы быть ни щитом, ни мишенью. Нельга. Наша и так країна полита кровью, слезьми. В моем классе из 40 человек только у 5 были батьки. Вы хотите, как ваши внуки росли без батьков? Не хочуть, я не думаю. Я просто не чуете вас. Не чуете. А, вы не чуете меня, да? А куда говорите? Не, ну просто так тихо. Я хочу... Чуете? Я хочу сказать вам, что мы зараз у тим рагу будет группа молиться за Беларусь. Але першим будем... Тут люди разных конфессий. И я вельми хочу, чтобы мы все разом, тройчы, помолились нашей самой головной молитвой, якую нам передала Лариса Гениуш. Боже, борони Беларусь. Коли ласка разом. Боже, борони Беларусь.
Боже, борони Беларусь! Боже, борони Беларусь! Дякую. І долучайтесь, там уже йде молитва. Пусть там уже звучить могутний Боже, наш національний гімн, долучайтеся до молитви. Я ще раз закликаю вас усіх 10 кастричника на заключний мітинг у рамках этой так званой выборчей кампании за свободные и справедливые выборы. Приходьте и приводьте с собой усіх, хто розуміє, яка небезпека над нашою країною і хто готовий відстояти нашу незалежність і нашу державність. Дякую вам велике за те, що ви сьогодні тут. Дякую велике. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! І помолимося всі разом за нашу країну. И русскую православную церковь, которая... Там вон молитва те наши людьми. Вот они молятся уже на том. Можна ваш офіційний коментар? Скільки протоколів ви склали і на кого? А чому ви не хочете відказувати? Так, не мешайте мне работать. Сама акція скончена. Міліціянти ще чекають, каб, віддать, скласти протоколи на тих, кого яны яшчэ не описали. Фактично яны склали протоколы на усіх удзельнікаў акцыі, на усіх, хто выступаў з мікрафонам. Адзін з міліцыянтаў па прозвішчы Кухта. Відаць, ён галоўны, але... Маша возьме! Маша возьме! Маша возьме! Возьми Славу туда к молитве. Славу до молитвы потащи. Маша возьме! Все разом. Разом? Конечно, возьме. Могло быть лучше, к сожалению. Наша правда, вы не знаете, какие ситуации не улучшили. Остаются выборы, фальсифицируются. А в это время, к сожалению большому, в связи с событиями на Украине, Запад принял. Все, хлопець тогда. Ну, все, дякую. Господар Миколай, ну як ви оцінюєте виніки акції? Може бути, вам було видать, скільки людей прийшло? Бо мені от знизу не було видать. Ведайте зверху, отсюда, я думаю, что людей было больше на минулой акции. Это было заважно одразу, когда відкрили сквер, бо в этот самый час, як я пришел до скверу 23-го, то там было людей, ну, несколько разов менее. Я думаю, что разов у 1,5-2 людей, можливо, было больше, насколько это видно. Люди стоят вельми стиснуто, это можно, кажется, полечить на вот площадь акции, помножить на 2 квадратных метра, и вы будете иметь, потому что люди стоят вельми щільно. Вот. Ну, акция отбылась, мы затвердили свою позицию, мы виконали свой обов'язок, мабуть, і перед сьогоднішнім білоруським громадством, і перед будущим. Сподіваюся, що голос нас буде почутий, що білоруси зрозуміють, яку погрозу несе ця база. Як оцінюєте діяння міліції? Ну, я не маюсь, мабуть, прямого загаду до яких брутальних дій, вони спробували там превентивно арештувати, що, бо заклик до несанкціоновано вже, кажуть, є підстава для цього. Уже це буде третє мені адміністративне спогнання, я не веду, які дальші дії не будуть, на що тут стоять, але, ну, люди виконують, це не міліція, вони виконують загад, все йде одного чоловіка, і я не став би, кажуть, на цих людей робити яких ранніх, я б не сопротив ранее. Вони просто там, мабуть, неділя з уділом Лукашенки відбувалася зустріча, і він роздавав команди, що робити сьогодні, у тим випадку, і в цьому. Ви протокол підписували, брали копію? Ні, я відмовився розмовляти на цю тему. Раніше, там, як не замінали, давав паспорт, 2 рази, йдіть там, напишіть. Я не робив це в куточку, а зараз це нахабство, коли замінають, проводять, то я відмовився мати говорку з ними. Дякую великих. Это был Миколай Статкевич.
Влада ставится для того, чтобы больше никто для Швейцарии. Она ставится именно для того, чтобы здесь была мобильная российская военная сила для решения любых проблем, возникающих в Беларуси, самой Беларуси. Да. Именно поэтому мы собрались. Серьезные угрозы нашей независимости. Люди, дякую вам. Все, побачимося 10-го. Дякую вам. Дякую вам, Микола. Дякую. Микола, мы вас провожаем день. Сейчас торжественное вручение протокола вам будет. Не думаю. Я думаю, Я рад тебя видеть. Я просто... Товарищ капітан, ще невідомо, чим ще кончиться в будущем. Просто вам треба... Я вас фотографирую. Не добрые хлопцы. И не будут... Акція скончена, і акція скончилася. Нават міліцыянты ўжо, якія да апошняга расійскай вайсковай базы. Я нагадаю, што першымі палітыкамі, якія звярнуліся з заклікам выступіць супраць размяшчэння расійскай вайсковай базы ў Беларусі, былі Мікалай Статкевіч, Уладзімір Некляеў і Анатоль Лябедзька. Пазней да іх далучыліся іншыя палітычныя рухі. І вось Уладзімір Некляеў быў адзін з першых, хто прыйшоў зараз на плошчу, і мы паспрабуем зараз спытаць яго, якія планы на сённяшнюю акцыю. А за войну все на цихары глядели? Правда и свобода ў прамым эфіры. Скажите, калі ласка, якія планы на сённяшні день? Вот на сегодняшний день мы избираем людей, которые готовы отстаивать нашу державность, нашу незалежность. Вот, например, Миколайчик, да? Миколайчик. А что вы зараз робите, скажите, калі ласка? Пишу. А что пишете? Пишу. Секрет, Мика. Зусім не скажете? Протокол сам на себя. Сам на себя протокол. Ці правильно я разумею, што будете збіраць подпісы супраць размяшчэння расійскай вайсковай базы ў Беларусі? І па бацьку як? Александрович. Скажите, калі ласка, чого ви чекаєте від сьогоднішнього сходу? Я чекаю від сьогоднішнього сходу того, що на їм будуть білоруси, які врешті утямлять, що можна накопати бульби на всю зиму, а її з'їдуть не вони самі. Такое бывало в истории. Вот памятаете, старейших нема, добрый день. Было такое кино, «Каин-18» называлось. Кто бачил? Там такий ось эпизод. Один король другому королю подарил гармату. Він каже, король, а на що мені ця гармата? Мені не треба ваша гармата? Ні, каже, як це тобі не треба наша гармата? У нас просто столько уже гармат, что нема где ставить, так мы давай-то я поставим. Поставили тому королю гармату. После не поспели зернуться, когда их уже тупают солдаты. А куди ваши солдаты тупают? Пытаются в этом королевстве, у яким гармату поставили. А оховать нашу гармату мы притупали. Так мы ж кормить вас не сможем, у нас бульбы нема. Кепская бульба в этом году родился. Это нас кормить треба было, как у нас стрельбы не было. А люди со стрельбами завсёды сами себя прокормят. У нас есть великий досвід, мы уже не однойші дарили гарматы. Вот что нас, коли переводить где-то. Але тут не сказка, а реальность. А где делся кто-нибудь? Не, я бачу, что ты тут, Олесь. А где делся? Господин Статкевич, скажите, пожалуйста. Я не Статкевич, Статкевич зараз подъедет. Для чего вы пришли сегодня на площадь? Скажите, пожалуйста. Сегодня мы пришли на площадь
я думаю, все, кто тут есть, как сказать, не порушению Конституции Республики Беларусь, у якой написано чорним по белым. Во всяком выпадку так было написано в первом варианте, что Беларусь ёстика нейтральная країна, яка безъядерная, яка не збирається ні з ким воювати. А тепер виходить, що этот статус порушається, і ми потрапляємо у пастку, з якої ніколи не виберемося до этого статусу. Коли мы разместим тут военные базы, то мы, значит, будем в военных блоках и згубляем нейтральный статус, а значит, мы губляем ту перспективу европейского развития, яку займели у вынику нашей незалежности. Это допустить нельзя, это просто здрада нашему народу, нашей краине, нашей будущей, нашим детям. Вот, как этого не сталося, я думаю, сегодня придут люди на эту площадь. А хто ще з політиків долучився до вас? Телезрителям в России и в мире. Значит, телезрителям России скажу, значит, тогда на великом русском языке. Я не русофоб, и никто из этих людей, которые пришли сюда, не являются русофобами. Это неправильная трактовка совершенно вопроса. Дело какого рода? Знаете, это вот предлагать дружить с военными базами, это примерно как к соседу идти дружить с ножом. Да? Открываешь с ножом дверь и говоришь, а давай мы с тобой подружим. Ну, немножко подружат, а потом кто-нибудь кого-нибудь зарежет. Никто не спорит и не собирается оспаривать того, что есть, совместно прожитую историю. Но даже братья все-таки стараются жить в своих домах и стараются в своих домах быть хозяевами. И мы только за это. К сожалению, руководство нашей страны, Беларуси, за 20 лет проведение той политики, которую оно проводило, попало под полную зависимость от руководства России. И практически главных политических вопросов оно не в состоянии решить самостоятельно. Поэтому Лукашенко здесь что-то рассказывал о том, что нет, конечно, не нужны нам базы. В Сочи его позвал Путин, цикнул там на него. Лукашенко вернулся и сказал, нет, мы никак не можем, вот, потому что Россия наш большой друг и брат. Да, я не спорю. Но дружба дружбой, а жизнь все-таки у каждого своя, и причем одна. А какого резонанса вы ждете у мировой общественности? Я жду вообще-то поддержки этой акции, как со стороны мыслящих людей в России, которым не думаю, что нужна милитаризация России. Не думаю, что русские люди жаждут, чтобы все средства вбухивались в военно-промышленный комплекс. Ведь, по сути дела, за эти годы независимости России не произошло ничего такого, чтобы стало гордостью России. Не создано новых высокотехнических производств. Никуда Россия не продвинулась в политическом смысле. Не создан демократический институт, на котором бы могло стоять государство. А вот как только появилась возможность показать имперские зубы, все, значит, эти зубы выставили. Но кроме зубов-то ничего нет, а сегодня зубами весь мир не перекусаешь, потому что очень много в мире зубов, и в большинстве свои зубы голодные. Спасибо. Как вас правильно представить? Владимир Никляев, кандидат в президенты Республики Беларусь 2010 года, лидер движения за государственность и независимость Беларуси. Спасибо. Пожалуйста. Мы бачым, что людей сабралася ўжо даволі шмат. Люди пришли со стягами, с бело-червоно-белыми стягами. Люди уступили ў дыскусію з корэспандэнтам расійскага тэлебачання, які толькі што задаваў пытанні Владимиру Некляеву. Зараз мы паспрабуем показаць вам, колькі людзей сапраўды сабралася. Плошча запоўнілася літаральна за некалькі хвілінаў. Вот яшчэ ў 16:30 тут не было зусім людзей, але ўжо недзе о 16 гадзіне каля 3 десяткаў чалавек у цывільным стаялі на плошчы і ў ваколіцах яе. Праўда, людзей, напэўна, не так шмат, як хацелася бачыць арганізатарам гэтай акцыі, якія гучна назвалі
назвали яе народны сход. Юрась Губарэвіч, прадстаўнік руху за свабоду. Спадар Юрась, я ведаю, што вы далучыліся, падпісалі гэтую заяву супольную па правядзенні гэтага народнага сходу. Скажыце, калі ласка, чаму рух за свабоду долучыўся? Так, натурально, заявление российских военных баз на территории Беларуси – это та погроза, яка об'єдновує всю опозицію і ширею, всіх громадян Білорусі, які хочуть бачити нашу країну свободною і незалежною. Ми бачимо, які події відбуваються в регіоні, коли Росія виступає як країна-агресор, яка не спиняється ні перед чим, яка готова відхопити чужу територію, нападати на сусідів. І ми лічимо, що Білорусь так само знаходиться під потенційною погрозою. Военная база – это краковая пухлина. Коли ее допустить на нашей территории, она обовязково рано чи поздно даст метастазы в выгляде зеленых человечков, которые просто расползутся и будут диктовать там тут нам свою волю. Тому мы рашуще выступаем супроть планов керівництва країни по размещению российских военных баз. Спадар Юрась, апроч гэтай акцыі, што яшчэ будзе рабіць палітычныя лідары для того, каб все ж таки не дазволіць размясціць тут расійскую военную базу? Трэба перадусім інфармаваць насельніцтва, бо ад волі грамадства залежыць тое, што тут будзе адбывацца. І калі браць пытанне народнага рэферэндума, адно з іх наўпрост тычылась патрабавання прытрымлівацца Канстытуцыі і забяспечваць статус Беларусі як нейтральнай краіны. І пад гэтым пытаннем мы ўжо сабралі больш за 120 тысяч подпісаў і будзем працягваць збор подпісаў надалей. Трэба працаваць з людзьмі, выходзіць на іх, тлумачыць, што военная база – это наўпроставая небяспека ім і іх сем'ям. Дзякуй вялікі. Гэта Юрась Губарэвіч, прадстаўнік руху за свабоду. Вось мы бачым, што людзі падрыхтавалі адмысловыя слоганы. Гэта вядомы актывіст Леонид Кулакоў. Ён стаіць тут нават з плакатам. Зараз мы запытаемся, што азначае гэты плакат. Беларусь не Крым. Просто белорусы просто так свою землю никогда не отдадут. Мы ее не предадим, как предали бывшие украинские граждане и военные. Мы будем за нее, за нашу родину будем змагаться. Як у вас прочуванне, чим акція скончиться? Ничем. Все будет тихо, спокойно. Лукашенко боится сейчас перед кем-то, что-то, перед ОБСЕ, перед Европой высказывать, делать какие-то репрессии. Я могу сказать более того, хотя Лукашенко мой враг, но если понадобится, я буду сидеть с ним плечом к плечу в одном окопе и защищать родину. Только мы будем знать, кто что защищает. Я родину буду защищать, он свой трон. Дзякуй вялікі. На плошчы з'явіўся Анатоль Лябедька, адзін з ініцыятараў гэтай акцыі. Спадар Анатоль, Радыё Свабода ў прамым эфіры, просім прабачэння. Скажыце, калі ласка, які чаканні ад гэтай акцыі? Якія чаканні? Я все-таки оптимист и веру, что будет Беларусь. Базы, коли и будут, то только овощные, да, але не военные. А все залежит стать не от нас. Конечно, коли будет супротив, коли будет шмат людей, які будут демонстрировать свою громадянскую позицию, то, конечно, за этим будут лечиться и мясцовые влады, и Лукашенко, и Путин. Коли мы будем абыяковые, ну, будет як заўсёды. Дзякуй вялікі. І на плошчы з'явіўся ўжо Мікалай Статкевіч. Вакол яго ўжо сабраліся людзі. А хто тут? Не уявляюся. Керівництво. Спадар Мікалай, добрый дзень. Радыё Свабода ў прамым эфіры. Што зараз будзе адбывацца? Раскажыце нам. Зараз будзе народны сход выбаршчыкаў у межах так званай агітацыйнай кампаніі прэзідэнцкіх выбараў, але ён будзе тэматычным. Мы будзем сёння абмяркоўваць наша стаўленне да намераў Кремля, супраць якіх ніяк яшчэ не абазваўся спадар Лукашенко, размясціць у Бабруйску расійскую вайсковую авіабазу. Вот сегодня будем это обмярковать. Я думаю, что тут людей гэты раз на пачатку еще более, чем было в минулый раз. Вот акция 23 вересня. Зараз, я думаю, мы крышку постоим до 18:00. Потом мы перейдем уже на звыклую пляцовку. Вот тут мы не разместимся все. Ну и будем, люди потихоньку будут сбираться, как это звычайно белорусов бывает, до 6:30.
Ось, але ми вже почнемо виступати, не за хвилину, праз 10, я думаю, почнемо промовляти. Вот і все. Дзякуй вялікі. Мы чакаем, калі сапраўды пачнецца асноўная частка гэтай акцыі. Вось вышэй за ўсіх хлапец трымае бел-чырвона-белы сцяг. Что? Добрый день. День добрый. Як вас зваць? Костя. Чаму вы тут? Потому что я супраць расійскіх авіабаз і супраць расійскай агрэсіі наогуле. Ну, а якую пагрозу вы бачыце ад таго, што тут будзе расійская ваенная? Ведаем, што сталося з Крымам. Мы хочам таго ж самага з нашай краіны, канешне, не. Дзякуй вялікі. А вы чаму са сцягам еўразвязу? Я падтрымліваю далучэнне Беларусі да еўразвязу, бо гэта забяспечыць нам бяспеку, мір. А што наконт расійскай вайсковай базы? Я лічу, гэта вельмі непрыемліва для бяспекі Беларусі, бо гэта яны дразняць захад. Вось. Ну і ваше меркаванне таксама, вы ж відаць разам. Ну, не трэба з Беларусі мішень рабіць. Мы незалежная краіна, у нас ёсць свае вайска, свая армія. Навошта нам Расія тут? Дзякуй вялікі. Сцягоў усё больш. Збольшага гэта бел-чырвона-белыя сцягі, ёсць таксама сцяг АГП. Давайте послухаем, что кажа Миколай Статкевич. Призначенные будут вымушены призначить на белорусский город Бобруйск певний наряд сил и сродков. А магчыма нават и ядерных, так мовить, сродков, потому что эти самолеты российские могут нести ядерные боевые заряды. А имоверные противники тут, можливо, это Украина и НАТО, потому что эта база призначена супротив Киева, 300 километров по прямой до Киева. Это видовочно, это погроза Украине. Мы не хотим, чтобы с нашей земли заходила погроза нашему близкому до нас братнему украинскому народу, нават калі эту погрозу организует так само близкий до нас российский народ. Я думаю, что они повинны свои отношения высветлить в іншому місці, пожадано у залі перемовин, а не втягивать нас у войсковый конфликт. Послушайте, вот говорят же, если он не согласится... Шановні, переходим на іншу пляцовку. Пляцовку з того боку ратуши. Виктор! Все перасовываются на іншую, большую пляцоўку. Ну, может, тут некалькі десятков человек, может быть, 150 найхутчэй. А коли погодится, тогда мы будем его ликвидовать, державного соратника. Это потом, да еще это как сказать. А тут же Путин его ликвидирует в один день. А мы на что? Будем сопростоять этому. Потому что он подпишет бумаги. Авиабазы на нашей территории, как пытали думку народа. Что казать? Давайте будем робить то, что можно робить. Мы хотим выказать свою думку. Спадарыня Марына, можна вас запросіць у прамы эфір радыё Свабода? Скажыце, калі ласка, як вы ўвогуле ставіцеся да таго, што спадар Мікалай распачаў такую актыўную палітычную кампанію, як толькі выйшаў? Ну, безумоўна, скажем так, мне тревожно, але я яго цалкам падтрымліваю. Я думаю, что в этой краіне шанс на перамены якраз звязаны з тым, што мы не будем маўчаць, не будем хавацца і чакаць, пакуль праплыве труп нашага ворага. А ваше стаўленне да расійскай ваеннай базы? Ну, калі я тут, так яно здаецца мне відавочнае. Дзякуй вялікі, гэта Марына Статкевич, Марына Адамович, жонка Мікалая Статкевича. Цяпер все удзельнікі акцыі перасоўваюцца на большую пляцоўку. Давайте будем намагаться быть просто нейтральными и сопровождать з усіми. Навошта нам это? На эту базу будут призначены боеголовки НАТО, будут призначены самолеты Украины. Навошта нам это? Микола, привітання, чисто, рада, так само взаємно. Вот, малюнок.
Малюнок, можна сказати. Гаспадар Марачкін прынес адмыслова на акцыю падрыхтаваны малюнак. Алесь Марачкін – гэта вядомы беларускі мастак. В Сирию полетел. Будьте любезны. Вова полетел в Сирию. Да. Давайте паспрабую запытаць спадара Алеся, што азначае ягоная карціна. Да ничего, нормально. Глядится вот. Познается, скажет, познается. Спадар Алесь, што на вашай карціне? Ну, антивоенная тематика. Вот, познавальный Путин тут. А внизе пара, батька и сын с кветочками. Уже готовы принять этот самолет, боевой самолет. Так, добре. Гэта быў Алесь Марачкін, мастак. Цяпер мы чакаем, калі ўсё ж такі пачнуць прамовы свае арганізатары мітынга. Сегодня на пляж воли. Перед того, как сказать нет наземным, чужим войсковым базам на территории Беларуси. Я дякую вам за то, что вы нашли в себе мужность выявить свою громадянскую позицию, не побоялись нашу незалежность и нашу державность. Небяспека не казачная, не фантастичная. Коли б не было прикладу України, коли б не було Донбасу, коли б не було Криму, можна було б лічити так, як змушають нас лічити офіційні пропагандисти. Ну що такого? Поставить военную базу. Чимало у свете военных баз. Шмат у свете военных баз. Але у Крыме была российская военная база. И на российской военной базе узникли те солдаты, зеленые, там были червоные, неважно, якие захопили территорию незалежной державы Украина. И коли это было там, чему этого не может быть тут? Коли было там, значит, может быть тут. И я переконаны, что военная база российская створяется не для вирішення внешнеполітичних питань. От нам декларується, що вона буде поставлена для того, щоб обороняти нас від можливого нападу. Наскільки я ведаю, з того боку, з якого збираються нас обороняти, ніхто нападати не збирається. Ні Литва, ні Польща, ні Латвія, ніхто. Худший будуть вирішатися внутріполітичні питання. І ця база може стати тим, чим стала російська база у Кримі. Ми цього з вами не можемо допустити. Для будущої Білорусі, для будущої наших з вами дітей. Будь ласка, слово Миколу Статкевичу. Дякую тим, хто не боявся прийти сюди. Прийшов привести, как супростоять войне. Диктатура – это война. Диктатура – это война супроть власного народу. Тихая, небачная война. Але у нас є страти. За 20 год У нас мільйон працює на інших країнах. Ми
дроны, за алкоголь, за мозобойство. Это вынес тихой войны. Диктатура – это погроза громадянской войны. Вона забирає у народу максимость порозуміться поміж собою людям розних поглядів у демократичному парламенті. І зараз бачимо, диктатура штурхає нас до глобальної війни. Вона робить нас мішенью для неких метів, як на годці два посидіти в цьому креслі. Лукашенко робить нас максимой охраною від ядерних ударів. Лукашенко – это война. Будем противостоять войне. Войне! Нет! Войне! Нет! Войне! Нет! Войне! Нет! Лукашенко! Нет! Войне! Все Беларусь! Нет! Анатолий Лебедев. Здоровья, громадян! Мы, так, все находимся под уражением недавней сессии ОАН у Нью-Йорку. Нас, видать, уразила наша официальная делегация. Знакомитый Дымов, самый сумный министр замежных справ свету. Ведаете кто? Макей! Это господар Макей. Коля Лукашенко. На великий жаль, мы не почули с высокой трибуны з вуст Олександра Лукашенки, что мы мусим робить, чтобы забезпечить безпеку 9,5 мільйонам людей, які проживають тут. Я нагадаю, на початку 90-х Верховний Совет 12-го скликання прийняв рішення об виводі ядерної зброї з території Білорусі. 1140 зарядов тактичной ядерной зброї и 82 ракеты были выведены с территории Беларуси. Але ці отримали ми узамін гэтага безпеку. Ми отримали Будапештський меморандум. Але насамрэч він оказався просто паперой, якая не оборонила Украину. И она не оборонит Беларусь. И можно было бы чекать, как Лукашенко, ну коли не Лукашенко, то Макей. Но коли не Лукашенко, не Макей, хоть бы Колев, написали, как он это огучил, что нам потребны гаранты не в выгляде военной войсковой базы, а нам треба новый Будапештський меморандум, у яким буде затверджены отказность тих, хто гарантує нашу безпеку. Тільки такий шлях один може гарантувати безпеку, але не воєнні бази. І я хочу звернутися наприкінці з наступним. Ведайте, як тільки ви з'явилися на виборчому участку, ваш голос за воєнну базу на території Білорусі. Тому що ці голоси всі будуть віддадені Лукашенку. Це буде означати, що він отримає легітимність. І коли він підпише погодження об військовій базі, тоді ведайте, той, хто пішов на виборчий участок, він допомагав Лукашенку отримати легітимність і дати йому карт-бланш, у тим ліку на нові воєнні бази. Сьогодні достатково шмат людей прийшло. Засталося ще некалькі дзён від цієї кампанії виборчої. Давайте мы з'єднаємося, давайте мы будем тлумачить людям, что в этот день нельзя сходить и принимать удел у так званом голосовании в выборчем фарсе. Только тогда, когда тысячи людей будут приходить вот на такие антивоенные пикеты, только тогда мы можем оказывать тиск на владу. Живи Беларусь! Юрий Выборевич, нужно свободу. Эта влада уже 20 год подманывает белорусский народ. Сегодня яна спробує подмануть нас у черговий раз. Яны говорят, что только президент один является гарантом мирного неба и будущего незалежной Беларуси. Але это не так. Вы сами бачите, говорить одно, але робить інше. И он готов уже подписать домову про введение на нашу территорию российской военной базы. Эта военная база, как раковая пухлина, даст свои метастазы. И коли...
яны робят свою справу, але мы протягнем. Коли Лукашенко думает, что российская военная база оборонит его от демократии, от незалежных выборов, это не так. Это та погроза, якая рано ці поздно пустить свои метастазы в выгляде зеленых человечков. И гэтые люди, як это было в Крыму, прийдут и выкинут сегодняшние улады из их выконкамов, поставят замест червоно-зеленого стяга свой российский триколор. На сегодня, по данных социологии, только 22% белорусов готовы подтримать размещение тут российской военной базы. Большесть громадства супрать. Самые лепшие люди собрались сегодня тут, на этой площади, нас сотни. Я сподіваюся, что коли погроза стане реальной, коли после выборов, после того, как все это пройдет, Лукашенко попробует поставить свой подпись, на улице Беларуси для мирного протеста выйдут десятки и сотни тысяч людей. Живе Беларусь! Супрацоўнікі міліцыі запаўняюць протоколы. Я так разумею, на кожнага з арганізатараў свой асобны протокол. Капитан, может вы мне дасте сказать, и сами скажете что-нибудь супраць военных баз? І асобны супрацоўнік міліцыі на кожнага. Может вы подсунете трохи, товарищ капитан? Товарищ капитан! А в чым Он вам сам расскажет. А мы вам задаем питання. Скажите, калі ласка, что тут... Вот вам приклад нахабства влады. Просто пришел, залез. Кто хочет еще сказать слово? Зараз. Янукевич Алексей. Дорогие белорусы, дякую вам, что вы сегодня сюда пришли. Дякую, что вы пришли сказать не о российской войсковой базе. Потому что наша земля – это не плацдарм до российцев. И наши озера и реки Бог створил и дал нам не для того, как у их мыли боты российские войсковцы. Кажут, что эта база створяется для обороны белорусов. Нет, эта база створяется для обороны имперских амбиций Путина и інших людей, які сидят сегодня у Кремлі. Наших интересов там нема. И российская бомба на нашей земле, российская база на нашей земле, это бомба со спущенным механизмом. И праз нейкі час, пройдзе некалькі месяцаў, ці пройдзе некалькі гадоў, яна выбухне. І таму сёння, пакуль яшчэ няма гэтай базы, няма чужых вайскоўцаў на нашай зямлі, мы з вами мусім сказаць сваё цвёрдае і гучнае не расійскай базе, не расійскай базе, не расійскай базе, не расійскай базе, не расійскай базе. Что пишут? Дякую, дорогие сябры. Жили Беларусь! Может, письмо жонцы пише. Ідзе гэтаму рэжыму, які пасылае сваіх служкаў замінаць грамадзянам Беларусі пратэставаць супраць пагібельнай будучыні з расійскімі военнымі базамі. Гэта рэжым антынародны. Это режим антибелорусский, и мы не можем, не маем права его подтримливать. И этим людям неколи будет перед своими детьми соромно за то, что они сегодня робят. Сподіваюся, коли у них есть сором. Добрый день, мои поважанные любые белорусы. Сегодня я пришел до вас, как долучиться быть с вами вольными от имя своих детей, неполногодовых и полногодовых. Это будучиня Беларуси. Яны просили меня, своего батьку, бо я не упевнений у тим, что нам не треба ніякі российские базы, как оборонить моих детей. Мы сами, батьки, сможем, коли что, от любого ворога оборонить своих детей. Так яны просили на двух мовах передать Путину: не треба нам твои базы, покинь их у оборону своих людей. На это есть российская конституция. Не потребны нам твои российский президент базы. Моим белорусским детям яны не потребные. Скористайся своей конституцией и покидай их у себя дома. Единое, я хочу сказать,
што калі нешта адбудзецца, то мы, бацькі, павінны падрыхтавацца, каб не адбылося страшэннага выпадка, які я зараз вам прыкладу, як прыклад. Мы ведаем, што зусім недавно у Рэспублікі Арменія, дзе знаходзілась такая самая і знаходзіцца па сённяшні дзень расійская база ад вар'ята, ад пачвары расійскага салдата,